Ой, Добрейший вечерочек. да, привет, друзья, доброго вечера. Сегодня суббота, 16 мая, 19 часов и 1 уже минута минское время. Опоздали. Немножко, немножко, Чуть-чуть. ничего страшного. Такая весна, такой май чудесный, цветущий, яркий, но без вычурности. Вот как Варшава такая красивая сейчас. А как может быть весна с вычурностью? Слишком красиво? Вычурность, Ну когда... вот цветов наросло, конечно, клумбы. Бывает, Бесит. Вот бывает. в Нидерландах, да, вот прям бесит. Так красиво, что... Да, да. Нет, великолепно. А вот Варшава, она такая прям такая нежная, какая-то хорошая. Вот я даже своей жене сегодня комплимент такой сделал. Ты такая красивая, как Варшава в мае. Вот. Она так не очень, ну так, типа, ну ладно. Ладно. Да. Марина Ментусова. Константин Каверин здесь, привет. И мы начинаем обычный вечер. Сегодня у нас в гостях Паша Свердлов. Это журналист, замечательный, топовый журналист. Некогда был главой Еврорадио. Сейчас занимает другие должности, в частности. Есть такой проект, который называется «Беларусь Tomorrow». Такая стриминговая платформа, он главный редактор там, да? Вот. И, ну, с Пашей Свердловым всегда интересно. Он в «Что, где, когда» играл. Мы его приставим к стенке фоткой с друзьем. То есть послушаем, что он расскажет нам об этом. И не только, конечно, про друзья будем говорить, куча тем, на мой взгляд, любопытных. И про друзей поговорим. И про друзей поговорим, да. В общем, Павел Свердлов, мы, обычный вечер, вы... Куфелик, что там у вас налито? У нас пока водичка, Кава, горбата, а может быть что-то посерьезнее. Мы вообще Нет, 0% осуждения, 100% поддержки. Давайте, берите Если себя в б руки, не берите бокалы в руки. этот обычный вечер, то я бы сейчас сидел в пабе. А я бы готовилась к финалу Евровидения. Но, Вы кстати, знаете, guilty pleasure. одно другому не мешает, как ты понимаешь. Сидеть в пабе и готовиться к финалу. Морально. Вообще не проблема. Да. Значит, что от вас требуется, дорогие друзья, чтобы у нас так все замэтчилось с вами, Ну, да? получается, лайк придется поставить. Ну, как-то из уважения, из любви, из жалости, в конце концов. Кому какая мотивация больше подходит, пожалуйста, тисните подобайку, чуть-чуть вниз прокрутите, если у вас обновился YouTube. Угу. Что еще надо? Надо написать, откуда вы нас смотрите. Надо... Подписаться бы еще хорошо. Откуда вы бы не подписаться. смотрели, подпишитесь. Да. Ну, мы не... Нет, не экстремисты, ничего. Это диалог из 4 «ну». Это Правда? замечательно. Я все вспоминаю. Шендерович рассказывал, как он в Израиле, значит, стоял на набережной, и какая-то женщина видит, что узнала его, но не подходит. Да, знаешь, бывает так, вот узнала, но не подходит. Отошла куда-то к своей компании, потом они там вдвоем или втроем подошли, так поближе. И он говорит, я стал свидетелем потрясающего диалога из 2 слов и 4 букв. А знаешь, как было? Вот так. Ну. И второй отвечает. Он. Это гениально. Да. Очень Вот у нас, красиво. такой, знаешь, змагарский диалог, который... Все понятно. А если понимают. вы не поняли, то москаль. Ладно, как еще нас можно поддержать? Нас можно поддержать донатами. Я напомню, что это шоу «Обычный вечер» выходит исключительно благодаря вам, вашей поддержке и вашим денежкам буквально. Поразительно. А кто нас поддержал, кто буквально задонатил на этот выпуск? То Морью, добрых солнечных выходных, 5 евро. Хочется зевнуть, но я не буду этого делать. Уже сделала. Скарбоншка Бородеда, 5 евро передайте за прогляд. Дякую, великий вам. И 5 евро по регулярной подписке. Большое спасибо, дякую. Еще есть один донат аж на 44 евро, но он, собственно, для нашего гостя сегодняшнего, поэтому мы почитаем ему. Вот, почитаем Павлу стихотворение. Мы прибережем. Все, читаем, откуда вы нас смотрите, и летим быстренько. Привет из Барселоны, слава Украине, живи Беларусь. Марина, как прошло свидание? Сегодня пошла в студию, мне все задают вопрос. Спасибо, что все так переживают за мою личную жизнь. Я как будто бы, знаешь, в семью прихожу, и все такие, ну что, ну как? Ну как? Мы семья. Хорошо, хорошо. Хорошо прошло. Да. Там такой тип... Паша очень мне нравится такой воспитанный, интеллигентный, пишет Паночка. Интересный. Почему интересно такое? Ты удивлен этим словам. Интересный Паша, я говорю. Интересно. Интеллигентный, интересный, да. Хорошо. Харків тут з нами. Харків вітає вас. Дивився вчора вашу программу, девчатки. Вы были черви. О, черевни, дякую, великий, дякую вам. Это смотрит женщин тяжелого поведения. Вчера у нас был выпуск с Яной Латушко.
Ничего себе. Дочка? Да, и мы говорили про отцов, потому что и мы пытались найти героиню, у которой классные отношения с отцом. Ого. Ну вот прям, а у них же действительно такие отношения, Не что знаю. она, Яна с мамой, получается, не общается 3 года, точнее, мама с Яной не общается 3 года из-за политических разногласий. Да. Мама я батька? Да. Серьезно? Как это получилось? А мама известная? Ты помнишь, чья жена Нет. сейчас, мама? Кому ушла? К Рыженкову. Да. А, Как это она не- может быть не батькой? Ой, все. Ой, Ну, все. слушай, это субботний эфир, я прошу прощения, что вы тут Не думали, хочу, сплетни не не хочу. услышите. Точно. И Да. Латушка, когда мы просили прокомментировать Рыженкову, он говорит, вы же поймите, у меня типа свои счеты. Блин. Да, понимаешь. Короче, Всё. и Яна чудесная, и отношения у них чудесные. Но мы там конечно, втроем рассказали про своих отцов. Тяжкая тема у нас действительно в Беларуси. Покажи мне пальцем человеку, которому не тяжело обсуждать вот тему Отцов? матерей, в принципе. Слушай, мне кажется, не во всем мире так. Все же. Но есть какой-то перекос в нашем регионе. Не только в Беларуси. Не только в Беларуси. Редактор шепчет нежно в ухо Коля, у которого нет проблем с отцом. Я думаю, у него такие проблемы с отцом, что у этого 20-летнего мальчишки залысины уже. Это же как жить, когда сам отец и есть проблема. Абсолютно. Основная, Главное. Да. Доброго вечора со Стокгольму, из Вышкова, привет, польского. Лабас вакара з Вільні, шановні. З Менску нас Раз. вітають. Лос-Анджелес, Могилев. З Загорці, Болгарія нас вітає. Добрий вечір. Слуцак. Жаркий Дніпро вітає. Да. Вилейка. Ой, Вилеечка, милая, привет. Слуцак, Невероятно. Вітання. А невероятно, сегодня еду на работу, значит, на перекрестке становится на БМВ такой тип. Сразу плохая история. Нет, классная история. Про неверогодных я вспомнил. Это А, ж вот этот, да. и он такой мне в окошко, типа. В Серьезно? польских номерах, да, такой. А у меня ж эти, БЧБ. Вот, и он такой, типа, вот. Мурка, Да. хорошо. Так, Кіпр Лімасол з нами, Нью-Йоркщина, як завсёды з вами. Доброй раницы, нарешті. Так. Вот как можно было сделать такой выбор? Я про Рыженкова, пишет Паночка. Ну, бывает... подожди. Что ты? Сейчас расскажу, подожди. Ты хочешь рассказать, как можно выбрать Рыженкова? Ты что, прикалываешься? Пока Покульбейт Анна, Святая Краков на связи, вышла на вечернюю прогулку с вами в ушах. А что, как бы ты Не, выбрал Рыженкова? Рыженков, он же ж толковый. Ну, он толковый. Ну, то есть он разумный мужик. Ну, просто свинья, как бы, он служит злу. Но в плане, почему нет? Он симпатичный, толковый мужик, умный. Почему не уйти? Латушка тоже такой нормальный чувак, но... Ну, в смысле, 2-метровый, высокий, интеллектуал, интеллигент, Так и дипломат. Рыженков такой же самый. Тоже 2 метра? Ну, я не знаю, 2 не 2, но такой вроде Выглядит статный. коротковато. Ладно, Так. нет, не в росте дело, а в мудаческой позиции. Лимассол, Кипр, ты все ну это все, читала? все Бычан? читали. Да, Полетели Краков. тогда к мемчикам. Давай к мемчикам. Мне опять снова не пришлось ничего придумать. Опять реальность смешнее мемов. Так. Ну, давайте 2 скриншотика. Шанс найти честные выборы в нашей части света, конечно, невелик, но никогда не равен нулю. Так прорекламировал выборы в Координационный совет. Кто? Максим Кац. Фантастика. Слушайте, нарочно не придумаешь, это ужасно. Я бы заказала рекламу у этих российских блогеров только ради дискредитации выборов КС. Мне кажется, что это не сами организаторы проспонсировали, предложили, может быть, прорекламировать, а реально ебатьки. Ну, просто потому что это просто, конечно, девальвация. И ответ на это от Джипсенкова, нашего прекрасного блогера. Мяркуючы по таму, у каго Координацыйная рада закупила рекламу выбораў, яны праектуюць новую союзную державу новой Беларуси и свободной России будущего. Чым ён не правы? Ну, але ж гэта мем, прабачце, гэта мем. Ай, не хочу топтаться. Не хочу буду. топтаться. Я не буду, так это... Я буду топтаться на другом. Давай, на потопчись. На святом для... Значит, День Победы, 9 мая, все прошло, и мы еще сегодня тоже затронем эту тему в том числе, но начну я. Давай. Я не знаю, откуда Дудинский берет эти видосы, но вот он присылает периодически нам в чат там свой, и мы потом должны все, как Володя Пугач говорит, все должны смеяться и радоваться. Вот. Такой видос мы получили на днях, причем с пометкой
это же они сами снимают и сами выкладывают, и гордятся этим. Давайте посмотрим, как отмечали День Победы в белорусской глубинке. Вот в прошлую субботу я говорил, что у них там нет чувства локтя, да, чувства друг друга. Ну, то есть люди по принуждению туда ходят. Ну, ничего подобного. Беру свои слова назад, потому что вот, пожалуйста. Все дети, взрослые, ветераны войны 60-летние, все абсолютно сами, без принуждения, под дождь, и спели «Катюшу». Разве это не прекрасно? Разве это не прекрасно? Вот. Поэтому пусть это будет мемом. Знаешь что, идеальная подводка к нашей первой теме. Ну да, давай. Не отпускает нас 9 мая. Там, да. А кто спел с Олежей Газмановым, офицеры-россияне, вот на той самой центральной площади Минска на 9 мая? А вы помните видео, которое разлетелось по соцсетям, вызвало горение в нашей студии. Константин из него сказал, что не вернется вообще в Беларусь. Никогда. Сильно ругалась и Ольга Токарчук. Давайте посмотрим. Отрывочек, Оля. Со звуком. Тот, кто просто вот это пел, зачем вы туда пришли? И тот, кто просто вот это пел, вы действительно не понимаете, что с нашей территории российские войска зашли в Украину. Сколько лет вам это надо говорить? Сколько раз вам надо это говорить? Что должно у вас там произойти, чтобы вы поняли? Какой еще российский дрон должен шлепнуться возле вашего дома, чтобы вы сообразили, что происходит? И что это по вине России, и что она втягивает нашу страну в жопу. И потом приезжает вот это вот чмо, этот, блядь, пенсионер Есаул, и вы давай там радостные скакать. Мне стыдно. Прошла неделя, в паблике появилось больше фоточек, больше информации, высказываний об этом видео и действиях. Спиридович же стояла? Да, Спиридович. Но вот благодаря той информации, которая появилась, возможно, Костя, ты поменяешь свое мнение насчет возвращения в Беларусь. С чего все началось? Да. Мингорисполком позвал Газманова на 9 мая, звезду из прекрасного этого советского прошлого, которая может... Есаула старого. Очень ловко, Ольга Токарчук. В общем, он, видимо, единственный, кто может спеть День Победы у Дворца спорта в Минске. Да? Посмотрим. Газманов в интервью Белта рассказал, как воевали его родители из-под белорусских Мозыря и Кричева, что у него там... Он же белорусом себя уже просто называет. Понимаешь, Газманов наш, прости господи. Еще и драники он любит. Ну, короче, все там... Почему я должен вернуться? Точно. Пока на этом месте я не хочу вернуться еще. Короче, дайте ему паспорт, потому что у него нет белорусского паспорта, но у него в российском паспорте написано, есть эта строчка «Графия национальность белорус». Приглашением Газманова режим Лукашенко как бы буквально. Покажешь видео? Значит, не то, что не первый раз. Я обожаю летать, приезжать в Беларусь, и на Славянский базар, вот в Мирском замке у меня был концерт большой, сольный. И здесь я не первый раз тоже уже. Это родная для меня земля, не только из того, что мы родители, а из того, что я очень люблю, во всех отношениях. Начиная с драников, заканчивая гениальным совершенно фестивалем «Славянский базар», очень доброжелательными людьми, которые любят и знают практически всю мою музыку. Поэтому для меня это очень важно. А то, что я 9 мая выскочил из Москвы, потому что очень сложно. У меня там, сами понимаете, 9 мая из-за моего репертуара я везде там. Но когда мне предложили поехать в Беларусь, я очень был доволен. Очень доволен. Приглашением Газманова белорусский режим, очевидно, пытается вот так просто скрыть от вас то, что тех звезд, на которых бы реально пришло гораздо больше белорусов, из-за которых бы было нам гордо в том числе, но их нет. Чьи песни знали бы как бы наизусть. Вот приглашением Газманова буквально пытается воссоздать какой-то советский образ жизни, но все бы ничего, но это блядская песня «Офицеры россияне».
в которой еще он вынуждает. То есть, когда человек направляет микрофон в толпу, он буквально вынуждает людей петь. Но мне кажется, все-таки явно поднасрал, в том числе и белорусскому режиму, который пытается делать нормальность какую-то. Осталось вытащить только российские триколоры на площадь, и в целом можно на этом заканчивать. Можно сразу область губернии называть. Белорусская губерния. Когда видишь, особенно первые кадры с выступления Газманова, особенно те, где вот поют те самые офицеры-россияне, действительно все ужасно, действительно не хочется, может быть, и возвращаться, но давайте все-таки, мы задали правильный вопрос в эфире утреннем. Кто эти люди? Посмотрите на лица, может, и родственников узнаете, соседей или коллег. Кто это? Костя, закрой глаза. Блять, смотри. Прости, нет, подожди, сейчас. Давай, убирай, ладно. Не будем ретравмировать Костю. Давай посмотрим репортаж от честных, непредвзятых корреспондентов Минск Новости. Буквально с места событий. Они поговорили с людьми на концерте Газманова, и вот что выяснили. Праздник, выходной, отпуск, ну и Олег Газманов. О, поклонницы Олега Газманова. Конечно. Какая любимая песня? Бродяга. Бродяг. Мы же ждали его 3 часа. Олег Газманов! Поклонницы, да? Там были песни, подходящие всем возрастам. Семья у меня, все его слушают. Мы из России, из Новосибирска. Мы приехали специально на 9 мая, чтобы увидеть Белоруссию, Минск. Ну, очень красивый город Минск, нам очень понравился. Очень большие площади, все зеленое, чистое, главное. Мы каждый год сюда приходим, смотрим концерты. Ну, самое главное, это салют. Мы ждем больше всего салюта. Конечно. Еще раз, вот мы сейчас на площадке у Дворца спорта, я напомню, в самом центре города, напротив торгового центра ТРЦ-галерея Минск, в который, скорее всего, приехало большинство людей за брендовыми шмотками. Еще раз, кто собрались? Первое. Какие-то безумные фанатки Газманова. Вообще не уверена я, что белорусские. Вполне себе возможно, что россиянки. Что там за песня у него там какая-то, про которую он говорит. Неважно. Точно россиянки, которые приехали на майские праздники, которые говорят буквально, мы приехали из России в Белоруссию. И белорусы, которые пришли в центр зачем? На салют. Потому что, ну, очевидно, если вы любите салют, то куда еще идти на салют? В центр. Вне зависимости от каких-то политических событий, убеждений. Салют в Беларуси нечастое явление. Там несколько только в Новый год, 9 мая, День независимости, День города, все. Пришли туда белорусы, делает ли это их причастными к режиму? Нет. Это точно не конец света. И даже если какие-то белорусы действительно пришли на Газманова, то кто это? Вот этот важный вопрос. Белорусы с белорусской идентичностью, с белорусским сознанием или советские люди и ябатики буквально. Вот. Или вообще-то, мы с тобой обсуждали, как из засланных казачков от Россотрудничества. Вообще спокойно. Слушай, даже, я просто хочу, это вот чуть-чуть в оправдание, даже в Украине, давай вот честно, до полномасштабного вторжения России часть населения оставалась ватниками. Они голосовали за партию регионов Януковича, за партию кума Путина, за Медведчука. Всегда. Там хватало таких людей. То есть какой-то процент населения в любой, даже в нормальной стране, в Польше тоже хватает. Даже после Крыма это было... 100%. Вот. Почему мы думаем, что даже вот насилие со стороны власти Беларуси в 20-м, репрессии, война России против Украины, что она вправила мозги 100% населения, и как бы нету каких-нибудь 10% вот с забвением этим. Тут абсолютно так же, как и везде, есть свои ватники, вот. И будут, в том числе на первых демократических выборах, когда мы вернемся в Беларусь. Точно будут. Ну, то есть даже когда все поменяется, часть людей, которые будут даже втихаря в своей машине слушать Газманова, наверняка останутся. И проголосуют за какого-нибудь популиста. Придет на демократических выборах какой-нибудь пророссийский вот такой чувак. Да, это надо просто принять, с этим надо работать, мы от этого никуда не денемся. Вся нация не вылечится от этого. Но, возможно, просто надо это принять, работать с этим и не ставить крест на белорусах из-за какой-то горстки ватников на концерте Газманова, часть из которых вообще россияне. Буквально, которые они честно пели, что они россияне, тут они не обманули. Просто
Да, надо с этим работать, да, пробовать как-то выдавливать совок из школ, из университетов, из каких-то производств, из госпредприятий, и желательно из управления страной, но не ставить крест на целой стране. Вот. Просто понимать, что сейчас наши возможности ограничены, но хорошая новость в том, что у нас в Беларуси вообще-то вот как минимум сейчас сколько смотрит нас? Немного. Много все равно. Это наши агенты влияния. И много соратников, которые нас не смотрят сейчас. Есть люди, которые, все-таки, помнишь, не ходят на концерты Газманова. Мы видим только тех, кто вышел, но мы не видим огромное количество людей, которые туда не пришли, которые сидят сейчас в Беларуси и ждут концерты Джей Морс, концерты Макса Коржа или гастроли обычного утра по областным городам в Беларуси. Вот. И ждут авиаперелетов Минск-Лондон, Минск-Нью-Йорк, Минск-Токио. И дождутся. Вот. Как это про Нью-Васюки какие-то Я миу-миу-миу говорю. Я говорю мяу-мяу-мяу про то, что нам просто надо силы направлять не на саморазрушение, подыгрывать тем самым вот этому режиму, который и Россотрудничеству, которое и концерт организовал, и бабла дал, и россияне приехали туда, а просто как бы оставляя силы на реально защиту наших национальных интересов, на защиту нашей культуры, вот, чтобы не Белоруссия там была, а все-таки Беларусь. Белорусская Беларусь. Ты думала переубедить меня? Я переубедила тебя. Да, скажи да. Да, хорошо. Я вернусь, конечно. Я вернусь. Марина меня переубедила. Чисто ради тура по областным городам. Чисто ради тура. Хочу ему в рожу плюнуть. Все, ладно. Все у тебя? Давай дальше. Вот сейчас будет интересно. Значит, это Газмановщина, это все опять попытки оправдать этих. Эйсмонт в гостях у Маркова. Две главные пропагандистские головы лукашенковской Беларуси встретились, сели друг напротив друга и поболтали. Я понимаю, что в сортах, ты не про нас, да? В сортах этой, и в том числе в сортах этой субстанции, я имею в виду лукашенковские пропагандисты, очень легко запутаться, поэтому я напоминаю, Иван Эйсмонт, вот этот тип на картинке, это глава Белтелерадиокомпании, а Марат Марков, между нами, как его, да, просто лысый, бывший министр информации, помните, а теперь он министр культуры. Не забывайте, да. И, честно говоря, меня мало заботила бы их болтовня, потому что, но они касались любопытных тем. Едва ли не главная тема этой весны — это что? Правильно, блокировка Ютуба в Беларуси. Но начали они тему Ютуба не именно с блокировки, да, то есть заблокируем, а начали, как всегда, с того, как думаешь, чего? С того, что у них все отлично, что у них все хорошо, несмотря на козни проклятого Запада. Это выглядит мило, я даже вырезал кусочек. Ну вот смотрите, месяц, как YouTube заблокировал 3 наших канала «Миллионника», а до этого он заблокировал еще и канал «Фактор Бая», да? А вот как сейчас это воспринимается? Вот именно сейчас как это воспринимается? Месть должна подаваться холодной? Да. Ютубу я хочу сказать, что не дождетесь. Если они и те люди, с подачи которых они это делали, а я примерно подозреваю, кто из наших, подсовывает им такую информацию. Ну, они же думали, что здесь все я им умрут хочу сказать, без что них. не дождетесь. Во-первых, в 21 веке ничего нельзя закрыть. Все перераспределилось на другие площадки. А не будет других площадок, будут в эфире смотреть в 2 раза больше людей. Потому что он будет знать, что я завтра в интернете не смогу это посмотреть. Не будут смотреть на YouTube, будут на нашем сайте смотреть. Если людям хочется получить... Так и смотрят уже. И смотрят уже. Я вам хочу сказать, что мы получали каждую неделю по нашим площадкам статистику, например, по взрослому фактору Бай. Вот они его там бабахнули. Те же самые цифры, только на других площадках. Мы про другие площадки еще поговорим. Это очень... Те же самые 5 человек посмотрели на всех площадках. Я покажу те же самые цифры, все. И о цифрах поговорим, он сам будет говорить. Это все очень интересно. То есть, грубо говоря, ничего страшного не произошло, да? Заблокировали на Ютубе, заблокировали. Как Лукашенко говорит, оно может и к лучшему. Да? Вот. Однако, и проехали. Что такого? Ничего же не произошло. Что обсуждать? Нет. Все-таки они обсуждают блокировку Ютуба в Беларуси за вот эти вот ютубовские прегрешения в отношении пропагандистских каналов. Обсуждают. И причем сам Эйсмонт, то есть он даже Марков не спросил меня, а он сам об этом говорить начал. Послушайте. И я просто им хочу сказать, чего вы добьетесь? Вы добьетесь того, что те, которые вам нашептывали, которые занимаются пропагандой вредительства Беларуси из Варшавы, Вильнюса и каких-то других, сами останутся без работы. Потому что вся их работа и смысл жизни – это балаболство в YouTube
в расчете на то, что здесь кто-то, может быть, услышит, а там дадут гранты. Под это, да? Когда у нас его закроют, на этом все закончится. Ну, а вы помните свои слова 4-летней давности по поводу... Помню. YouTube? Я спонтанно ответил на этот вопрос и сейчас придерживаюсь. Смотрите, как человек, который работает на телевидении, сам производит контент, я, конечно, заинтересован, чтобы YouTube работал на территории Беларуси, мы там размещались, нас никто не трогал, люди смотрели. Как человек, который патриот и озабочен национальной безопасностью, я понимаю, что это игра без правил. Да? Если такой удар... Мелкая пакость. Ответ должен быть. И ничего не добьются. Они добьются, я не знаю информации, сразу предупреждаю. Я помню вой, который поднялся на Варшавских болотах после 4-летней давности мое заявление, что, по сути, Эйсмонт объявил о том, я понятия не имел. Марат Сергеевич мне задал вопрос, я ответил. И сейчас не знаю. Но логика жизни подсказывает, что так может случиться. Никто ни от чего не застрахован. Нет, Давайте прямо говорить. Итак, никто ни от чего не застрахован, давайте говорить прямо. Иными словами, глава Белтелерадиокомпании и министр культуры сошлись во мнении, что YouTube на территории Беларуси может быть заблокирован. Потому что YouTube — это мелкие пакостники, которые удаляют серьезные медиа из своих, из себя. Да? И вот мелкие пакостники повышают ставки. 2 дня назад стало известно, что YouTube заблокировал и аккаунт Международного радио «Беларусь». Ты слыхала про такое когда-нибудь? Международное радио «Беларусь». Они про себя вот что пишут. Przepraszam. Международное Беларусь — это круглосуточное вещание на 9 языках. Бла-бла-бла-бла-бла. Основными его слушателями являются жители Польши, 84,3%, Германии 3,6%, Великобритании 2%, США 1,6%. Но в Беларуси 0,8%, потому что не для вас, белорусы, а именно это международное вещание для международной аудитории. О как, да? Ну и теперь все. Получается, миллионы по всему миру остались без любимых программ. Наши пропагандисты называют это, еще раз, мелким пакостничеством. Послушайте. Ну, честно скажу, свое впечатление, что для уважаемой огромной корпорации подобного рода мелкое пакостничество, по-другому я никак не назову, это вообще, это уже... В этом нет никакого смысла. И смысла нет, вы правы. И смысла нет. Просто можно было смысла нет правила нарушать на площадке. А отдельное удовольствие я получаю всегда от цифр, которые озвучивают эти ребята. Так, например... Сколько миллиардов? Да, сейчас. То самое шоу «Фактор Бай», да, страничку которого в YouTube тоже заблокировали, о чем Эйсмонт говорит. Вот. По мнению Эйсмонта, смотрит его... 20 миллиардов. У меня не поворачивается язык назвать эти цифры, потому что, для меня это очень-очень как-то вот как-то... Смело? Послушайте сами. Давайте просто послушайте сами. Вот какие цифры озвучивает этот балабол. Слушайте, а что касается «Фактор Y», извините, утром в день удаления мы получили поздравления, нас посмотрело 500 000 раз нас посмотрели. 500 000. Мы знаем географию. А кому в Лондоне, наверное, из лондонского офиса удаляли его, YouTube, понравится, что 1 100 000 просмотров было из Украины. А еще, наверное, 1 100 000 из Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Ведь по версии правительств этих стран у нас ходят медведи по улицам, есть нечего, музыки нету, кино нету, телевидения нету, мы все в военной форме, озлобленные, голодные ходим. А здесь такого уровня, конечно, не понравится. 500, сука, миллионов из Украины, 100 миллионов. То есть при населении нынешнем в Украине поуезжали миллионы, сколько там осталось, я не знаю, там 26, 27, 30 миллионов осталось. Вы серьезно считаете, что каждый, на фронте сидел, пересматривал ваш «Фактор Бай»? Вы вообще слышите себя? Слушай, я, конечно, знала, что мужчины любят увеличивать как-то размер, но не настолько же. Стоп, хорошо. Пусть так. Пусть 500 миллиардов миллиардов, пусть. Хорошо. Я проделал небольшой эксперимент. Я специально поинтересовался, сколько просмотров у клипа, который был выложен более полугода назад, самой популярной на сегодняшний день в мире певицы Тейлор Свифт. Так. Вот покажите картинку. 395 миллионов просмотров. Не 500, 395. Не смогла она, говорит, сравниться с радио «Беларусь». Куда бы ни приехала Тейлор Свифт, везде трясется земля, потому что люди приходят на ее концерты сотнями тысяч. Может, Лукашенко только поэтому не ездит по Европе и по миру, потому что боится землетрясения? Что будут так ходить земля? На него, да? Ну вот, наглядно, да? Наглядно. Ну, а у шоу «Фактор Бай» 500 миллионов, еще раз, вот как говорит, да? И вот
У меня вопрос. Внимание. Очень много вопросов. Внимание, вопрос. Окей, если все настолько круто, если все это перенеслось на другие площадки и те же цифры на других площадках, то зачем? Зачем? Для чего вы, два пропагандона, сидите друг напротив друга в белорусском телевизоре и рассказываете, как у вас цветет и пахнет культура? Вот для чего, если все настолько хорошо, да? Ну, это... Я не видел в Польше, вот я смотрю польское телевидение, я не видел в Польше, при том, что здесь цветет и пахнет культура, чтобы сидели какие-то два государственных человека и говорили, у нас так все хорошо, а второй говорил, да, у нас охуенно, а вот эти там лукашисты, они вот нас не любят, а вот мы им вот. Ну, этого не надо. Это как семейная пара, у которой все хорошо, она не будет бегать по городу и кричать, смотрите, как мы любим друг друга. Да не надо. И мы счастливы. Да не надо этого, ребята, ну какие же вы палевные, ну я пьердоль. Ладно, хорошо, черси. Поедем дальше, к новым доньям. Сейчас я просто поставлю еще один кусочек из этого интервью. Тут комментировать, только портить. Иван Михайлович, вам не показалось ли символичным совпадение, что массовые блокировки прошли буквально за месяц до Дня Победы? Вот это можно назвать частью большой игры, идеологической? Степени цинизма этих людей не удивлен, даже если бы это случилось 9 мая. А вы помните, они там санкции, по-моему, накануне 9 мая как-то, или 21 июня принимали, или 21 июня в отношении Беларуси, когда война началась. По-моему, когда-то были, если я не ошибаюсь, польские санкции. Все может быть. О, Господь, ты пастырь мой. Запад блокирует за несколько месяцев до 9 мая, привязывая это к дате. Вот я представляю, собираются они за столом рабочим и такие, Давайте чтобы за 2 месяца блокируем. как бы сломать этот режим. Но видишь, а вот смотри, 14 мая заблокировали это сраное радио их международное. Как, блядь, привязать к дате? Даже к дню рождения Маркова не привяжешь, который там 1 мая или когда он там, в начале мая. Но самое интересное, Марин, в этой беседе, то, что они, в принципе, качают тему блокировки Ютуба в Беларуси. Вот это не очень хорошо Это звучит. Жук, это министр информации, новый, и назначен он был совсем недавно, да? В наказание. Я не знаю, наказание, но раскачивалась тема блокировки Ютуба в Беларуси, и Марков я об этом говорю, и хоба! И Жук стал новым министром информации. Что он заявил сразу после того, как стал министром информации? Что никакой блокировки не будет, потому что Лукашенко блокировку не поддерживает. Вот так. Но не угомонятся наши Эйсмонт и Марков, и, ты знаешь, это показательно. Мне кажется, что эти ребята просто боятся, откровенно, честно, боятся. Боятся того, что на новых площадках, как они говорят, что это новые площадки, ВКонтактике, Рутюб, да, ФСБшный, боятся, Там что нельзя на этих так подкрутить миллионы. вскроется их вселенский пиздеж про 500 миллиардов там и так далее, и так далее. Почему? Я объясню сейчас эту механику. Смотри, в Ютубе можно подкручивать просмотры. Ты платишь за очень небольшие деньги, а деньги им выделяют достаточно большие. Ты закидываешь бабки. И в Ютубе накручиваются просмотры, и там так работают алгоритмы, которые на человеческом интересе основаны, да, что число настоящих зрителей, если продукт классный, если реклама классно настроена, таргетирована, ну, рано или поздно это все начнет расти, и действительно давать посевы, как говорится, да, и зрители будут настоящие, их будет много, правда. Во ВКонтакте так не работает. В Рутюбе таких алгоритмов нет, и поэтому единственный вариант у этих упырей показать такие цифры, как они показывали в Ютубе, это или пойти договариваться с руководством ВКонтакте, чтобы ВКонтакте пушило их как свою натальную карту, например, да, а ВКонтакте им Им скажут. все-таки интересно свои продукты. Либо конечно. это договариваться с ФСБшниками русскими, которые, ну, Рутюб держит ФСБшники. То есть все, что там выходит, там должно выходить в интересах ФСБ. Фактор бай вашей страны никому там не нужен. То есть это мало того, что дорого, еще и нахер могут послать, да? Вот. А пока, вот Эйсмонт говорит, ну да, тут те же цифры, только на других площадках. Ну так давайте посмотрим на эти другие площадки. Вот ВКонтакте, пожалуйста, посмотрите на цифры. 717 просмотров. А что случилось? 923 просмотра. 909 просмотров, 684 Остальные просмотра. 499 миллионов. Почти. 490... А это миллиарды? Нет. Нет, не миллиарды. Не миллиарды. Все-таки не миллиарды. Что делать остальным 499? Искать ВКонтакте, Они мать вашу, плачут. австралийцы сраные. Индийцы там. И индусы, и индейцы, и майя, и ацтеки, и инки. Всем ВКонтакт или в Рутюб за любимым шоу.
Ну, видишь, ну тут не сразу 510. Обожаю. Ну, не сразу. До 500 миллионов надо еще немножечко. Чуть-чуть. Немножечко До золотой кнопки осталось. Марков тот же, пожалуйста. Что тут далеко за примерами ходить? Вот у этого интервью, оно вышло неделю назад, где-то вот так примерно. Так вот, видео с Эйсмонтом, с этим, набрало в Рутюбе, знаешь сколько? За 6 дней. Это вот на тот момент. 100 миллионов? 663 просмотра и 13 лайков. Братаны, это фиаско. Это фиаско. Да. Боже, зря так пудрили голову Чем все это Маркову. кончится, это очень интересно понаблюдать. То есть это может действительно кончиться блокировкой YouTube на территории Беларуси, но вместе с этим будут и хорошие новости. Хотя бы этих двух пиздунов мы вывели на чистую воду. Но, вот, понимаешь, все равно немножко мне Тревожно. страшно, да, тревожно за И мы пойдем на YouTube Рутуб. Беларусь. Ну, пойдем, что ж делать? Будем гадать, Да. астропрогнозы Путин, делать. помоги. Путин, помоги. Все, Ой, у меня все. в кино пойдем. Разложил вам про YouTube. Идем дальше. И опять я буду... Пожалуйста. Все, ладно, давайте без лысых пропагандистов. Теперь волосатый. Поговорим об искусстве. Вы знаете, как я безумно люблю кино, как я слежу за фестивалями. Обожаю фестивальное кино. Смотрю вот за тем, что производят разные киностудии по всему миру. И я констатирую здесь сейчас. Беларусь-фильм снял новый хит. Во всех кинотеатрах страны смотрите остросюжетный фильм под названием «Государственный гимн Республики Беларусь». Чего? Я не шучу. Фильм называется «Государственный гимн Республики Беларусь». Конец цитаты. И... Это практически как Жанна Дельман. Посмотрите трейлер. Ребята, гимн – это важнейшее музыкальное произведение для всей нашей страны. Так интересно было бы узнать еще что-нибудь о нашем гимне. Суверенитет. Как органично. Государственные символы, гимн. Как все сложно, но интересно. Я хранитель гимна. Ебать. Я храню его историю и открываю ее для всех, кто хочет с ней познакомиться. Это невозможно. Это не... Это чат GPT. Когда люди с нетерпением ждут какой-то премьеры, а белорусы ждут. Очевидно, что ждут. Это, знаешь, как, я не знаю, там, Нолан. Новый фильм Нолана. Вот белорусы ждут премьеры. И когда люди с нетерпением ждут, что делают СМИ? Они, конечно, отвечают на этот их безумный интерес, отвечают, например, разговорами о том, что было около кино, там, интервью с режиссером. И да, мы имеем такое интервью. Сейчас я вам расскажу, покажу создательницу этого фильма. Ее зовут Ксения Стрельченко. И вот она пришла на белорусское телевидение. Внимание на экран. Ну, идея создания фильма, скажем так, не была спонтанной, потому что это же завершающая история, как бы, трилогию. У нас уже есть фильм по Конституции, у нас есть фильм по флагу, по гербу, и, конечно, нужно было завершить эту историю гимном. Трилогия! Мы все пропустили, как Костя! У Кислевского. 3 цвета, красный, синий, белый. Каждый фильм соответствует полоске на французском флаге. 3 цвета! Фантастика! Трилогия, флаг, гимн, что там, Конституция. Боже мой, боже мой. Но ладно. Убирайте картинку Кислева, не портите, так сказать. Все-таки он не заслужил такого к себе отношения. Единственное, что роднит эту девочку с Кислевским, это то, что Кислевский тоже начинал с документального кино. Итак, ладно, окей. Государственный гимн Республики Беларусь. Название фантастически креативное, да? Государственный гимн Республики Беларусь. Название фильма. О нем на YouTube-канале Беларусьфильма гордо заявлено, знаешь что? Национальный фильм. Главная актриса фильма Амалия Сухан. Это юная солистка продюсерского центра «Спамаш», между прочим. Ведущая, основываясь на сюжете фильма, опираясь на сюжет фильма и на возраст главной героини, делает фантастический вывод. Послушайте сами. Кстати, хорошая проверка. Если юной артистке интересна эта тема, и она настолько погрузилась, значит, аудитории, на которую рассчитан фильм, тоже эта тема будет интересна и очень откликнется. Вот так вот. Это фильм, еще раз, название «Государственный гимн Республики Беларусь», фильм, ну, он действительно он документально-игровой такой, документально-игровой. Тут надо отметить, что это не художка в полном смысле, документально-игровой.
фильм под названием «Государственный гимн Республики Беларусь». Это не просто... Это национальный фильм. Национальный фильм будет интересен подросткам. Все это снято для подростков. В наказание за то, что вы плохо себя ведете и не молитесь. А теперь шах и мат тебе. Я тоже подумал, ну как может какой вменяемый подросток может прийти на это сам посмотреть? Ну как? Как это возможно? Но доброе слово и ментовская дубинка, как говорил известный писатель, творят чудеса, кого угодно заставят сходить, на что угодно. И цена в 1,5 рубля, как нам подсказывают вот в комментариях. Премьера гремит уже по всей стране. Пожалуйста, Красная дорожка. Покажите нам Брест. Первый показ собрал в зале учащихся колледжей. Перед началом просмотра прозвучал государственный гимн Республики Беларусь в исполнении солистов академического хора. Сейчас можно смотреть на лица детей. Сейчас они будут показаны. Держитесь, ребятушки, держитесь. Нельзя, это в репортаже все будет вставлено. В центре сюжета девочка Соня, участница детского музыкального коллектива. Ее любознательность становится отправной точкой большого путешествия во времени. Вместе с таинственным хранителем гимна героиня шаг за шагом открывает для себя, как рождалась главная песня нашей страны. Я рад, что мы с тобой познакомились. Я тоже рада. Это хранитель гимна, я напомню. Казалось бы, нет. Отзывы самые положительные. Покажите нам отзывы. Мне очень понравился. Я узнала много нового про наш гимн, про историю его создания. И, в принципе, это очень полезная информация для каждого человека. Мне очень нравится сегодняшняя форма нашего гимна и через какие этапы он прошел. Он очень хорошо отражает наших граждан. Мне понравился вот именно сам пролог к фильму. И мне понравилось то, что вначале мы спели гимн. Уникальный фильм. Просто супер. 100% нужно показать всей молодежи нашей страны вот этот замечательный фильм. Да, всей молодежи, обязательно всей молодежи нужно его показать. Тем более, что и снимала режиссерка 22 года, совсем юная, Ксения Стрельченко. Значит, не нужно посмотреть, а нужно показать. Это, она, кстати, это разница. Ксения Стрельченко, режиссерка, она, журналистка сказала в разговоре, вот в том, который она сказала, что пару лет назад она просилась в репортеры на БТ, что-то не взяли, там, как она говорит, звезды не сошлись, это я цитирую, не взяли. Правильно, хули мелочиться, сразу надо тогда идти, не взяли репортером на БТ, надо идти снимать национальное кино настоящее, вот, трилогию. Да. Как она быстро успела, за 2 года трилогию. Более того, у нее своя актерская школа, она сказала. Господь помилуй. У нее уже своя актерская школа. Но давайте вернемся к аудитории. Почему это важно? Потому что аудитория — это всегда самое главное у любого, вот такого, у любого кино самое главное — это аудитория. Почему? Потому что это приносит деньги производителям кино. В данном случае я боюсь, что это будет вне зрительского интереса. Если не загонять дубинками на вот эти для пропагандистских репортажей в кино, да? Почему я говорю, что этого не будет зрительского интереса? Потому что, у этого не будет зрительского интереса, потому что не может быть у фильма под названием «Государственный гимн Республики Беларусь» документально-игрового кино зрительского интереса. И меня могут обвинить, ты не посмотрел, не обязательно выпивать море, чтобы понять, что оно соленое. Достаточно вот пальчик всунуть, облизать, и там будет соленовато. Поэтому не обязательно смотреть это кино. Так вот, еще раз, аудитория, которая приносит бабки создателям фильма. Да? Здесь, скорее всего, интереса не будет, и я в этом увидел политическую диверсию. Ни много ни мало. Объясняю, почему. Мне вспомнилось выступление Александра, вашего Григорьевича Лукашенко, который, как ты понимаешь, специалист и от кинематографа тоже. И режиссер наверняка, и актер, разумеется, и продюсер. Да, «Иронию судьбы» он тоже продюсер. Снял, да, хороший фильм надо снимать. Вот. Чего хочет ваш Санцеликий от Беларусьфильма? Давайте я напомню. Ладно, нет окупаемости на внутреннем рынке. Мы по населению, по рынку, как у вас принято говорить сегодня, страна небольшая. Кстати, все говорим о рынке, а жить в рыночных условиях не хотим. Прибыли тут от проката получить сложно, хотя если произвести хороший фильм, я уверен, что и здесь мы получим прибыль. Но мы свое продать за рубеж не можем, потому что нечего. Да и конкуренция серьезная. Прибыли хочет, товарищ президент. Прибыли, чтобы конкурировать кино могло на международном рынке. А вы что сняли? Государственные гимны.
Для чего? Для кого? Самое важное. Для кого? Знаешь, для кого снимают? Да вот для того, кого. Нет. Он хочет прибыли, он прекрасно понимает, что это все дерьмо. Это он не взлетит. трындит. Если Для бы он хотел чиновников. прибыли, он бы не выгонял талантливых режиссеров. Для чиновников жирнозадых, которые сидят и кивают головами. Приходит режиссерка вот такая 22-летняя со своей актерской студией и говорит, а давайте снимем про гимн Республики Беларусь и назовем фильм национальный гимн. И чиновникам, знаешь, как это хорошо от этого? Они кивают головами, потому что их никто не расстреляет за то, что они дали денег на то, чтобы снять кино про национальный. Вот для них, для тетки этой полоумной, которая говорит, что всей молодежи надо показать это кино, которое понравилось больше всего то, что они спели гимн перед началом фильма. Ну вот, тетка, если ты слышишь меня, тетка, ты ебанутая. Ты это понимаешь про себя? Вот для них, вот для этих людей снимается кино. Но никак не для молодежи. Ну никак. Вообще никак. И если этого не понимают на Беларусь-фильме, настолько лизоблюдство уже вышло из берегов, что вот они делают вот это и рассказывают потом нам радостно в репортаже, что это все для молодежи. Марин, я не знаю, где Слушай, там нет, самое последнее я дно. вот с тобой поспорю, что Лукашенко на самом деле не хочет такого фильма. Хочет. Хотел бы реально прибыли в кино, не выгонять талантливых режиссеров, не сажать их в тюрьму, не репрессировать, не выгонять из страны, не выгонять продюсеров, не выгонять бизнес, который мог поддержать фильмы, не разрушать культуру, конкуренцию, свободный рынок. Невозможно делать прибыльный кинобизнес без этого всего. Все, наслаждайся тогда национальным фильмом «Государственный Сейчас гимн вернемся Республики Беларусь». На шаг назад к интервью Эйсмонта. Я просто тебе сообщу, там, я не взял это в эфир, этот фрагментик, но я тебе сообщу кое-какие любопытные детали. Вот ты говоришь, повыгоняли всех там и так далее. Когда Марков у него спросил про этих беглых вот в 2020 году, кто там, Дудинский, вся эта вот кодла, эта змагарская вот все. Шушара. Знаешь, что Эйсмонт ответил? Сейчас, в 2026 году, он говорит, вообще-то за несколько месяцев до этих событий на наших телеканалах был список людей на увольнение. И они все как по списку сами. Ой, трепло, А знаешь, почему был список такой? Потому что они тормозили развитие канала. Шах. А вот сейчас прям телевидение в Беларуси зацвело. Как и кинематограф, знаешь, и экономика, и здравоохранение, и права человека. И мы счастливы. С одной стороны, я, конечно, глубоко опечален увиденным, то есть вот этим кино, да, вот тем, что они там рассказывают, как они там, какие крутые продукты на миллиарды просмотров они делают. С другой стороны, в известной степени я даже счастлив этому обстоятельству, потому что вот этим дерьмом промыть мозги детям, молодежи, да, согласна. Но это невозможно. Но меня бесит, что принудительно опять всех поведут, все классы поведут. Я помню, как на такие фильмы водят. Да. Но надеюсь, что это так плохо снято, что ничего кроме смеха это не вызовет. Это все, только на это надеемся. Вот в этом, на это надежда. На это единственная надежда. Потому что, конечно, есть темы, которые беспокоят, наверное, молодежь гораздо больше. И в какой там просто маленький фрагментик из фильма, господи, где они выпивали, еще по одной. Да, помню. Замечательный. Там один из героев, он преподавал, что-то он там преподавал, и он с детьми гимн датский пел. Вот просто посмотрите этот фильм, посмотрите, как это работает. Не надо вбивать датчанам в голову, какая у нас крутая страна, и мы должны знать, и гимн свой почитать. Они просто знают слова своего гимна, потому что они знают, какая крутая страна, потому что страна действительно крутая. Все. Там нет пропагандистов, рассказывающих по телеку об этом, и никто в Дании, никакой фон Триер никогда не снимал документального кино «Государственный гимн Дании». Бля... Чё себя грязная? Ну ладно. Ну такая жизнь грязная. Хорошо, пойдемте дальше. Да. Слухай, что? Сябры моя, у нас теперь хвилиночка не рекламы, а сапраўднай беларускай магіі. Нават вельмі жаночай магіі. Байпрасвет выпусціў
2 тамы кнігі «Патаемная спадчына» — гэта казкі пра беларускіх жанчын, без якіх нашу гісторыю проста немагчыма уявіць. 12 гісторый, там Софья Гальшанская, Эмилия Плятер, тётка, Гениуш Ларыса, Мария Колесникова там ёсць таксама, Алена Аладова і іншыя. А ведаеш, хто напісаў казачку пра Алену Аладову? Ведаеш? Я ведаю. Марынчкова ж напісала, вось. Таму не проста рэкламная інтэграцыя, амаль сямейная рэкамендацыя вам. Это гісторыя пра тое, як перадаваць дзецям беларускую мову, гісторыю, не праз нудны падручнік, а праз казку, праз прыгожыя ілюстрацыі. Я таксама пагартаў тут. Моцныя гераіні, гэта ж таксама вельмі істотна. Вось, набыць гэтыя цудоўныя кніжкі можна на Кірмаш, kirma.sh. Спасылачку даем у апісанні, каментах. Ёсць першы том, ёсць другі том. Можна купіць амаль 2 тамы разам. Вось, а па прамакодзе YouTube Buy будзе зніжка 5% до канца мая на увесь заказ. Тут толькі я папярэджу, вельмі важнае папярэджанне, што Buy Просвет прызнаны экстрэмісцкім фашызмам. Таму гляньце, кнігі для дзяцей, конечно. Вельмі акуратна, і ў Беларусі іх не трэба весці. Жах. Але калі вы ўжо ў бяспечнай краіне, і хочаце, каб беларускія дзеці ведалі, што ў нашай гісторыі былі не толькі вялікія мужчыны, але ж і вялікія жанчыны, то «Патаемная спадчына» — гэта проста скарб. І цудоўны падарунак у маёй веры ўжо 2 тамы ёсць у яе бібліятэкі. Вось так. Мяу-мяу. Дай мне свой рассказ. Будешь критиковать? Не дам. Ну, дай. Где он? Як он? Алена? Про Аладову я памятаю. А я вам пока принесла нашего красавчика. На небе только и разговоров, что об Идраке Мирзализаде. Ладно. Погнали. В интернете новый срач. Поругались наш комик Идрак Мирзализаде и блогер с миллионными просмотрами, которого Дудь представил миру как новую звезду политического ютуба. Александр Барабанная дробь Штефанов. Поругались Идрак и Штефанов из-за белорусского языка. Тут как раз-таки все, мне кажется, понятно. Какие еще могут быть между ними разногласия? Только белорусский язык. Штефанов родился в Москве, но его детство и юность прошли в Витебске. У него мать родом из Беларуси. В Витебске Штефанов окончил белорусскую среднюю школу, где вообще-то учил белорусский язык. Ну, как учил? Плохо учил. Гутарки, говорит, с ошибкой гутарки. Ну да ладно. После школы Штефанов уехал все-таки в Москву. У него нет белорусского паспорта. Он гражданин РФ, поэтому, ну, как бы, может и не знать белорусскую мову. Получается, это очень красивая ситуация, потому что из-за белорусской мовы спорят Талыш и Идрак Мирзализаде с белорусской идентичностью. И, вероятно, с белорусом по матери, по крайней мере, с Александром Штефановым, с русской, очевидной идентичностью. Замес жуткий. С чего все началось? Идрака выбесил Штефанов в одном из выпусков программы «Низкие умы» на YouTube-канале Local. Идрака прорвало. Но я просто вижу иногда вот этих вот, скажем, историков, именно которые как российские, вот знаешь, Александр Штефанов, о нем мало говорят, тот еще... Говнарь. Ну, просто я иногда читаю его там, ну, мне, короче, тезисы его некоторые, особенно про языки, я думаю... А ты вообще, может быть, отъебешься от того, там, как вообще с языками в Беларуси или в Украине, да. Вот ты хочешь быть подданным империи, обсуждать только проблемы своей империи, скажем прямо, да? Да. Штефанов, надо признать, заметил критику в свой адрес. Видимо, смотрит хорошие YouTube-каналы. Давай посмотрим. Вот, и решил ответить комикам, выпустил видео с заголовком «Я имперец». Зачем тут, правда, вопросительный знак, непонятно. Видел, что Идрак про тебя сказал. А давайте посмотрим. Идрак Мирзализаде определяет себя как белоруса. Это его право, он, безусловно, белорус. Но почему я меньше белорус в этом контексте, мне не очень понятно. Потому что, у меня там материнская линия вся из белорусской деревни Минской области. И вывучал я белорусскую мову, и глубоко я в теме проблемы белорусского языка. Ну, окей. Допустим даже, что я определяю себя все-таки как русский и являюсь русским. Так что, наверное, можно сказать, что это я лезу в другое дело, в дело других стран. Вот ты хочешь быть подданным империи, обсуждать только проблемы своей империи. Так моя империя. Откуда вы знаете, что вы не в моей империи? Шуточка. Да, окей, допустим, тут Штефанов шутит. Ха-ха-ха, я имперец. Беларусь — часть моей империи. Отличная шутка. Ну, слушай, такой человек юмор, что поделать. Но давайте послушаем, что он реально думает об империи как идее.
Слово «империя» и производные от него уже стали ругательством на уровне фашистов и нацистов. Да, во многом. Если судить империализм в чистом виде, как идею, а не конкретную историческую практику, то чем он так плох? Однополярный мир при мягком империализме дает минимальное насилие. Я не готов выступать против империи в защиту национальных государств. Ну, я просто не готов. Ну, национальное государство просто эффективнее. История пока это показывает, как форма существования, форма организации государственного насилия. Вот. Но я думаю, что у империи есть свои преимущества, которые мне нравятся, и которые я готов однозначно отметать и говорить, что это просто все зло. Тут вообще очень далеко можно зайти, если вот так играть, если не учитывать контекст. Например, слово «фашо». Что плохого в слове «фашо»? Союз, пучок, объединение. Ну, итальянское слово. Безобидное слово в целом. Может быть, потому и важен, собственно, контекст, что стоит за этим словом. Так и для белорусов... Америка тоже империя, кстати. Так и для белорусов за словом «империя» стоит набор очень конкретных действий. Это геноцид белорусов, о чем говорит Зенон Поздняк. В 16 веке истребление половины населения. Участие белорусов в чужих имперских войнах на протяжении более чем 200 лет. Подавление национального освободительных восстаний белорусов, насильственная русификация, стирание национальной памяти и идентичности. Это очень конкретный набор, да, контекста, что для белорусов есть империя. И получается, империя в нашем случае несет смертельную опасность для белорусов. Вот просто, ну, такой исторический опыт. Слов из песни не выкинешь. Но Штефанов этого не замечает. Он видит другую опасность. Ты делаешь что-то на белорусском языке, ты понимаешь, что это никому не надо. Внезапно, что людям лучше на русском. Число людей, которые сейчас разговаривают на белорусском языке в Беларуси, меньше, чем число людей, которые говорят на языке ацтеков. Никакими другими методами, кроме как государственного насилия, белорусский язык не спасти. Все, без государственного насилия, причем такого активного, хорошего насилия, с обязательным преподаванием на белорусской мове в школах, с убиранием русского языка из школ, с обязательными квотами по телевидению, радио, с квотами в рекламе, с обязательным там переименованием заведений, вот со всем этим вот прекрасным этим багажом. Насильственное восстановление исторического языка. А зачем оно? Чтобы что? Вот вы зачем это хотите делать? По логике Штефанова нельзя проводить декоммунитизацию. Господи, как плохо. Десоветизацию, декоммунитизацию, потому что насилие над фанатами НКВД, над фанатами КГБ, над фанатами Сталина. Зачем это вообще надо? Ужас какой. Нельзя проводить деколонизацию, потому что фанатам империи, фанатам русского мира будет больно признать, что Беларусь не часть их империи. Примерно так, да? Так это выглядит. Нельзя проводить иллюстрацию, потому что зачем обижать фанатов Лукашенко и фанатов ОМОНа и Губопика? Все-таки люди работали, каждый труд у нас уважаем. Так получается. Я первый раз вообще встречаюсь с этим человеком, но он либо безбожно глуп, либо он подонок. То есть, вот... Что же нам в таком случае делать белорусским языком, чтобы не допустить эту несправедливость, коль Штефанов с умным выражением лица в очечках своих прав? Кружки языковые, факультативы в классах, пускай будут добровольные классы белорусского языка, в дуолинго белорусскую мову вы улучшаете. Ради бога, занимайтесь. Отстаньте от государственного насилия. Людей не насилуйте и занимайтесь, что хотите эльфийский учить, хотите додракийский, хотите любой язык можете учить. Спасибо, царь-батюшка! Милостивый государь разрешил нам учить белорусский язык. Без Москвы, конечно, не разобрались бы, что нам делать с нашим-то белорусским языком. А тут Штефанов вышел, умный, в очочках, как Идрак говорит, розовыми губками своими сказал, как надо, и сразу все стало на свои места. Они наверху вот этой империи точно знают, как нам, мирянам, надо жить, как нам язык учить, да. Отношение чуть-чуть такое скотское, нет? Не чувствуется? Как мы на белорусском донесем вот людям, что Штефанов мудак? Абсолютно верно. Да. Особенно... Дякую. Реально, на белорусском легко вышло донести. Ну да. Не лучший пример я выбрал. Хорошие. Идрак и Паша, Паш Кривец, посмотрели ответ Штефанова и записали еще ответ на ответ. В общем, пошел баттл. Уже в новом выпуске «Низких умов». Вот что они сказали. В этом видео написано, то есть там выделенные мы, и написано «Я имперец?» вопрос. Да. Ну, на что мы сразу отвечаем «да». Дальше. Да. Он записал нам ответ, получается. Да. Подчеркивает такой момент, что мы хотим насильственную белорусизацию. Точно ли он нас где-то смотрел? Но я послушал его, и я захотел насильственную белорусизацию. Иначе вот такие выродки ходят по селам нашим.
Да. Для меня это важная, на самом деле, тема. Я бы хотел об этом поговорить, если ты не против. Все, Я что не мы против. до этого обсуждали, я не понимаю, нахуя мы это обсуждали. А тут, на самом деле, человек надул щечки, надо туда закинуть смыслов немного. За щечки. Итак, он упускает деталь, что русский язык вообще-то везде тоже насильно появился. Очень важная деталь. То есть, получается, русский язык можно насильно везде внедрять. Ну да, как будто жили себе народы, жили, и такие, нихуя, будем по-русски говорить. Да, прочитаю его мысль, которую он поделился, из-за которой я вообще поднимал тему Штефанова, и почему мне было, типа, неприятно все, что он говорит. Вот что он говорит. Как носитель белорусского языка, имел в школе нормальные оценки по белорусской литературе и мове, хочу ответственно заявить. Вымер и вымер. Это не просто вымирание языка, а осознанное стирание идентичности. Понимаешь? То есть это необходимо для того, чтобы любому государству было комфортно избавиться от любого человека, потому что у него нет идентичности никакой. А язык — это один из критериев идентичности, всего лишь один из многих. Да. Но нет никаких идентичностей. Например, как в России, у огромного количества россиян полностью стерта идентичность, и когда что-то с кем-то происходит, всем похую. Ну, например, убьют когда-нибудь Штефанова из-за того, что, например, допустим, он же слишком оппозиционный, и его убили, заказали, убили, там, отравили. Ну, не поняли, что он там по-русски лепетал. Да. Не услышали всю объективность его. Да. И кто-то там, российские власти, убили его. И что скажут? Скажут: вымер и вымер. Так и скажут. Потому что идентичности нет, всем друг на друга похуй. Пока язык является оружием, да, в руках империи, вот это вот страшно. И Драко выбесил вот этот пост Штефанова «Вымер и вымер». Он писал про белорусский язык. Интересно, что возрождение белорусского языка Штефанов видит буквально как Путин. Такой: караул, нельзя допустить насилие, русских насилуют. Вы что хотите, как на... вы что хотите, как на Украине? Вот так. И как это Саша Рыков, блогер Балаганов, наш любимый, говорит на русском языке свободно в Киеве, собирая деньги на донат в ВСУ. Как это получается? Чтобы защититься от России. Да. Кругом же насилие над русскоговорящими бесконечно. Или все-таки, может быть, насилие — это когда летят русские ракеты и бомбят без разбора, неважно, по-русски или по-украински ты говоришь. Что есть реальное насилие, а что подмена понятий? Вот такой у меня здесь вопрос. Как мы вообще оказались в этой точке, что когда возрождение национального языка демократическими методами кто-то называет насилием, и Драк восстанавливает цепочку событий? В городах становится стыдно говорить на своем родном языке. Люди чувствуют свой язык. Что это деревенский язык. Это деревенский язык, и людям стыдно на своем языке говорить, людям стыдно гэкать, чекать, и люди очень хотят подстраиваться под московский говор. Чтобы быть идеальными участниками империи, строителями. Кирпичиками системы, от которых можно избавиться в любой момент. Вот я сейчас смотрю и понимаю, что дело не в губках, оно в акценте вот это. А я хорошо сделал акцент? У тебя очень хорошо получилось, да. Да, реально? Потому что я москвич. И когда кто-то, какой-то пирило молодой, начинает меня заливать, я просто понимаю, мне все равно на него. Я считаю, что Путины приходят и уходят, и устраивают войны на основе вот таких пирил, которые всегда лепят и продолжают лепить шовинизм, базовый шовинизм на уровне государства и государств, который развивается, и на этом шовинизме строят новую дичь, новые правители. Не было бы этого шовинизма изначально, то есть если бы была деколонизация вот тут, вот в башке у людей. Понимаешь, в башке. Именно потому, о чем говорит сейчас и Драк, нам нужно проводить эту декоммунизацию, десоветизацию. Даже если какой-то упырь называет это насилием над фанатами НКВД, КГБ и фанатами Сталина. Нам нужно проводить деколонизацию. Даже если фанатам империи русского мира, даже если они будут кричать от боли. Это кто-то может назвать насилием, а кто-то вменяемый может назвать работой над ошибками, которая нацелена на то, чтобы победить шовинизм в русской языковой среде. А если это снова не будет сделано, как в 90-х, то мы снова с вами увидим очень знакомые сюжеты, когда к власти приходит Ельцин как демократ, а потом просто как-то так получается, что воюют с Чечней. Или к власти приходит Путин, который тоже такой за мир во всем мире, называет дураками тех, кто призывает присоединить Крым к России, и потом сам это затевает и сам нападает на Украину. Так просто вот этому Штефанову задуматься скорее, в чем причина насилия. В идентичности, отличной от русских,
или в шовинизме, или в невежестве, или в неуважении к другим культурам, к образу жизни, имперском сознании самих русских людей. Он же тебе рассказывает, как надо жить с белорусом, Так хватит, вот, может, с этого надо начать. И Драк, просто в целом весь этот блок можно было построить на одном ответе. И Драк в первом слове он сказал: «Отъебитесь» во время начала спора со Штефановым. Вот. Очень короткая, очень четкая мысль с конкретным направлением и пожеланием долгих лет. Лучше и не скажешь. Ничего такого там масштабного добавить не хочу. Хочу только поделиться своими вот соображениями, которые у меня родились по ходу этого сюжета. Первое, насчет «вымер и вымер». Вот как говорит этот... Как его? Давай Штефанов. Сюда. Давай сюда книжку. Штефанов. Ну, кидай, господи, кинь. Вот насчет «вымер и вымер». То есть целенаправленно столетиями уничтожали. Да. Уничтожили. Уничтожили. Вымер Убили. сам, конечно. Что такого, да? Это раз. Второе. Насчет того, что насилием над людьми будет возвращение там, на государственном уровне белорусского языка. Во-первых, я за это насилие, и пусть это не насилие, надо прекратить Окей, использовать уберите это слово. Пусть я сейчас закончу мысль. Пусть меня насилуют. Таким образом, это раз. Второе, я бы сравнил это, потому что любую аналогию можно провести с медициной. Ты приходишь, у тебя грыжа. А хирург говорит: надо ложиться на операционный стол. Хирург режет, вырезает грыжу. То, что хирург разрезал вас, является ли это насилием? Вот такие вопросы я бы задал Штефанову. Хотя совершенно очевидно. Давай мы не будем вообще с ним ничего общего иметь. Да. Все, погнали. Дальше у нас гость уже. И Драк красавчик. Ты знаешь, гость не ждет нашего эфира. И он его чакает. З намі сёння Павел Свярдлоў, галоўны рэдактар стрымінгавай платформы Беларусь Tomorrow, журналіст. Прывітанне. Сюды, правильно? Так, все докладно. Все, цудоўна. Так, папраўляйце, як вам. Они уже профессионалы працуюць. Бачыш, все, микрофончик, хутка. И он, ты ж, тебе на свете не было, як Пашка уже за микрофоном сидел, так? Я? Не треба уже так. Хотелось бы... Слухай, что? Ці чув мы тут тему, якую обмярковывали, не? Да, чуў. Ну, і што ты? Ну, кажаш, што С Драка пачнем, да? С Пашы Кривца і с этого, як з гэтай тэмы, так, да? са Штефанова. І кажуць у нас зараз у каментах, што вельмі папулярны хлопец сярод моладзі. Штефанов, да? Так, яго мільёны праглядаў, інтэрв'ю Дудзю ён даваў. Ну, гэта такі, зараз яго шмат хто глядзіць. Ну, я, па-першае, хочу сказаць, што я ў гэтым батле на баку наших хлопцаў абсолютно. На баку Драка. Цяжка было б на іншым. Да, на баку нават Пашы Кривца. Тебе пришел Паша и говорит: ведаете, я так само импер. Я, ведаете, супраць вот это вот губки там, ну, я разумею, это все ж таки стендап, жарт, да, так, вот, так. И все такое. А я не это лукизм, але... Слухайте, гэтая праграма, ведаеце, з чаго пачынаецца. Да, потому что Штефанов реально имперец. И вот, ну, ведаете, вот делить русских на там хороших и нехороших, да? Ну, и вот он хороший русский, и он, я так разумею, куда-то съехал, в Армении живе, там проскоквало, да? То бок покинул родиму, и вот все равно, да, вот все равно, вот он хороший, да, але вот это вот, ну нафига вам белорусская мова, да, а вы же можете по-русски разговаривать, так что, далее, навошта вам белорусская культура, у вас же есть Пушкин, там, Достоевский, ну, что вообще, вось, и главное, что подмазвается, типа, у яго беларуская радня, і он там пражыў у Беларусі. То бок я сам беларус, маю але вот я вот думаю вот так вот, да, это же, я думаю, это як Москва по мозгах ездить человеку, да, что вот ты беларус и кажешь, беларуская мова вымерла і вымерла, да? Ну. Вось. Ну, да хлопцаў наших таксама есть, конечно, пытанні. Якія? І Штефанов, ён кажа, ну, это традыцыйны такі, а нафига вы по-руску мне тлумачыце, што вам патрэбная беларуская мова. То бок... І ўсё зразумела, таму што гэта... Хлопцы яму адказваюць, таму што гэтая павага да другіх людзей, калі мы пераходзім на мову, каб нас разумелі. Ім патрэбна, каб месседж быў дасланы. Не, ўсё ж такі ў іх ёсць праграма гутаркі, на беларускай мове не. Это ад хлопцаў падман. Яны расійскамоўныя. Я таксама расійскамоўны. Не, хлопцы вядуць у адрозненні ад нас, у іх ёсць беларускамоўнае шоу гутаркі. Не, ўсё ж такі яны больш беларускамоўныя, чым мы з табой. Але вось тое, што там навошта... Я, напрыклад, гэтаму Шайтанову, як ён там,
Штефан, я так само Штефан, не могу запомнить. Ну, он Степанов по-нашему. Ну, добре. Так вось я б яму адказаў, чаму на расійскай? Таму што я расійскамоўны, я нарадзіўся ў расійскамоўным асяроддзі, як я кажу, мне матуля мне чытала казкі на расійскай мове, я прызваўся ў каханні першы раз на расійскай мове. Я расійскамоўны, але я расійскамоўны не таму, што я сам абраў это, а таму, што вы, халеры, стагоддзямі знішчалі Беларусь. О, пачаліся зяноновскія ноткі. Не, ну так ёсць! Так ёсць, так, я расійскамоўны. Я табе кажу, што ты імперец, дурак, калі ты это не разумееш. Всё. Ну, это як, давай мы абрубім яму нагу, а потым ён з намі будзе гуляць у футбол з кастылём. Вот. Так, ну, што ты то самае? А як ты так не можаш іграць нармальна? Так ногу обрубили мне с волоцуги. Я бы хотел тут на двух момантах яшчэ засяродзіцца важных. Да? Па-першае, ён кажа, што інакш як гвалтам беларускую мову нельга, нельга зрабіць папулярнай. Не згодны ты? Ну мы ж с вами ведаем добра, што это не так. Там у тым же 20-м годзе абсалютна нармальна было размаўляць. Все хацелі самі. Толькі людям дали паветра вдыхнуць, да, в горло набраць. І все бренды робяць рекламу по-беларуску. Было шмат, даволі давно. так. І было, і ёсць. Яны там в аддзелах маркетинга дурачкі нейкія, вы думаеце? Это шалёных грошай каштуе. То бок людзі разумеюць, што реклама по-беларуску, яна запатрабаваная, яна прадае, як бы, да, што беларуская мова модная. Пытанне, чаму так мало людзей, ведаючы беларускую мову, размаўляе па-беларуску, оно абсалютна ў іншай плоскасці. Ну не в плоскасці непапулярнасці, не в плоскасці вымірання. Просто цяпер, ну, небяспечна размаўляць па-беларуску. У нас ёсць пытанне ў працяг гэтай тэмы. Колькі па вашай думцы часу і сілу нам спатрэбіцца на тое, каб у Беларусі большасць стала размаўляць на мове. Калі, і тут вельмі важна, калі больш актыўныя з'ехалі і не вернуцца. Не, ну, нехта вернецца, я вернусь. Ну, гэта Константину, я і так лічу, такое. Нема мяне. Я думаю, што, вядома, спатрэбіцца час, ніякага гвалту не будзе, я ў гэтым упэўнены, да? І таму, канешне, гэты працэс зойме пэўны час. Натуральна, мусяць быць людзі, якія пакажуць прыклад. От, напрыклад, у нас сёння кіраўнік дзяржавы, ён па-беларуску размаўляе 2 разы в год. Там з нейкай нагоды. Да? Там, вот, хоча ён, да, часам хоча прадэманстраваць, што ён не забыў яшчэ беларускую мову, там можа размаўляць і вот в той бок рэверанс таксама. Да? Калі у нас будзе кіраўнік дзяржавы, які спакойна размаўляе па-беларуску, калі будзе больш чыноўнікаў, вот Штефанов чамусьці кажа пра тое, што выкладанне на беларускай мове гэта нейкі гвалт. Да? Да, это так, ну, это трызненне, это бред. Як бы у нас ёсць корпус падручнікаў па-беларуску. Абсалютна нармальна выкладаюцца ўсе прадметы на беларускай мове. Як толькі гэта будзе можна, як толькі людзі перастануць баяцца, гэта ўсё, ну, зойме нейкі час, але гэта панесецца і панесецца. І другое, што я хацеў сказаць, это вот дэкаланізацыя. Да? Гэта слова, з ім трэба вельмі асцярожна. Так. А дэкаланізацыя гэта не тады, калі мы размаўляем па-беларуску, таму што нехта хоча, каб мы размаўлялі па-руску. А мы, типа, вот, ну, вот, насуперак гэтаму, да, вот гэтаму вот яму. Таму што, калі мы так думаем, мы ўсё роўна апынаемся ў сітуацыі, калі мы робім нешта праз волю іншага чалавека. Вот ён хоча, каб мы размаўлялі, а мы, таму што ён хоча, будзем размаўляць па-беларуску. Але да? Час патрабуе, не? Кантэкст і час. Дэкаланізацыя гэта адказнасць. Гэта адказнасць за тое, за выбар, які ты робіш. За тое, каб ты рабіў самастойна выбар. І калі чалавек вот сёння, цяпер лічыць, што яму мэтазгодна размаўляць па-руску. Ён можа размаўляць па-руску. Вот там і Драк, і Паша яны казалі, што прагляды горшыя, да, калі яны там записваюць па-беларуску. Я насамрэч паглядзеў, нармальныя ў іх прагляды. У іх этого шоу гутаркі, там так, вялікія прагляды. 1050, ну, правда, што вот все это іх па 150 тысяч, там, да, але 50 тысяч, это нармальныя прагляды. Ну, але ж яны маюць рацыю, 150 і 50, все ж такі розніцы ёсць. Аўдыторыя рускамоўная вялікая, але нельга казаць, што беларуская мова прям забівае. Да, забівае відос, забівае прагляды, там ніхто не глядзіць і гэтак далее. Да глядзяць, 50 тысяч чалавек, это нормально. Але калі ты зараз лічыш, што табе
мэта згодна, да? Вот твой бізнес, твой прадукт, да, рабіць па-руску, рабі яго па-руску, і ў гэтым няма каланіяльнага ўплыву. Ну, але з іншага боку, вось я, напрыклад, да, я лічу, што мне трэба размаўляць па-беларуску. Вот я бачу сваю місію ў тым, каб там, я размаўляю па-беларуску. Тыя прадукты, у якіх я ўдзельнічаю, яны робяцца па-беларуску. Там, калі я пішу квіз па-беларуску. То бок для мяне гэта вот як выконваць якасць нейкую. Да? Вот ёсць пытанне якасці, каб гэта было якасна. І гэта яшчэ мусіць быць па-беларуску. Таму што я для сябе вырашыў, што ну вот такая вот у меня миссия, не ведаю, такі загон, да? Можа быць, гэтыя прадукты, калі б я іх рабіў па-руску, яны былі больш папулярныя. Можа быць і так, да? І вось у нас мусіць быць все. Але галоўнае, каб мы рабілі выбар проста свядома у мэтах таго, што мы робім, а не с аглядкай там на нейкіх вот Штефановых там вот всех вот так, зразумела. Але наконт ўсё ж таки... Так што вы нармальна. Калі вы размаўляеце па-руску, спакойна, абсалютна. Дэкаланізацыі, я не пагаджуся, што вось ты кажаш, што насуперак камусьці там будзем размаўляць па-беларуску, і таму гэта і будзе азначаць, што мы ўсё ж такі залежныя ад іх меркавання і так далей. Не, кантэкст патрабуе. Ведаеш, ну вось кантэкст патрабуе. Часам хочацца папросту, вот, калі б я... У меня такое было в Менску, напрыклад, яшчэ тады, калі расейцы прыязджаюць, вось, бачыш, расейцы, я перахожу. А вось так, ну я так хачу, это мой выбор свядомы. Я не тое, каб... Я хачу, каб яны мяне, сука, не разумелі. Всё. Ну вось, яны не разумеюць. Мне здаецца, мы нешта мусім рабіць, каб рухацца насустрач адно аднаму. Так, але ж мне вельмі блізкая канцэпцыя без прымусу, без гэтага гвалту. Так не спатрэбіцца прымус. Я памятаю гэты момант у 20-м, пра які вось вы казалі. Пра гэты момант адчування, як беларуская мова, новы чорны. Гэта было... Гэта было сапраўды модным. Вось што было. Вспомніце 90-е гады, вспомніце, як тэлебачанне па-беларуску ладзілася, як Навіцкі крычаў моцна, але недакладна, як Філімонаў сваю ту праграму вёў «Відзьма, не відзьма». І усім было добра. Не было таго, хто там, ой, бля, чэмпіянат свету па хакею, ці там Алімпіяда, немагчыма глядзець, Навіцкі беларускамоўны каментар. Наадварот, усе і былі магчымасці глядзець, напрыклад, па-расейскаму, выбіралі свайго. Я ж это памятаю, мы расійскамоўныя. Таму што нейкі вайп у гэтым быў, это наша, бліжэй, цяплей, все. Такое было, моцна, але недакладна. Ну, так што ён, конечно, не мае рацыю. А далей ён кажа, калі вы хочаце вучыце беларускую мову. Так вось, мы хочам і вучым, як бы не без ніякага прымуса, да? Давай мы тут увогуле, калі вы хочаце вучыць, не хочаце не вучыце, не Штефанову вырашаць, што я буду хацець. Не на сваю дзелянку ён палез, не на тых напал. У іх, разумееш, у такіх як Штефанаў, у іх ўсё ж такі, ну і у яго шмат паслядоўнікаў. І вялікая як вы лічыце, ці вялікая падтрымка ў яго зараз у Беларусі? Вось у гэтай не яго менавіта, а гэтай пазіцыі таго, што калі ён жа кажа пра гвалт не той, што ўсе настаўнікі будуць працаваць на беларускай мове, а што нават калі нейкія квоты будуць на тэлебачанні, гэта таксама гвалт ён называе. То бок калі нейкія дзеянні, ну, такія вельмі, на мой погляд, дэмакратычныя, будуць існаваць у беларускай палітыцы, напрыклад, так? Ці шмат хто з беларусаў будзе лічыць гэта гвалтам? Ну, я згодна з тым, што ёсць дэмакратычныя спосабы абсалютна. Да? Напрыклад, квота на беларускую музыку, якую ўвялі, яна выглядала дзіўна, але мы пасля паглядзелі, што амаль ва ўсіх краінах ёсць квота для нацыянальных выканаўцаў. І гаворка не пра гвалт, а пра падтрымку. Прабачце, калі ёсць наша дзяржаўная мова, беларуская, мы яе можам падтрымліваць. І не толькі дзяржава, я думаю, што і бізнес можа падтрымліваць, і ўвогуле все, хто заўгодна. Вось. І выдаваць падтрымку за гвалт, ну, это таксама такі рытарычны прыём. 90-е, вось, дарэчы, мне здаецца, што ўлада разыграла гэтую карту супраць Пазняка, да? Што вот напужала людзей, якраз такі напужала тым, што будзе нейкі гвалт. Да? Ось, калі вы абярэце,
то яны вас прымусяць там, да, і людзі можа быць сапраўды спужаліся. Ну, так я ведаю некалькі дарослых людзей, якія тады прагаласавалі, ну не за Пазняка. Чаму? Таму што рускамоўная, а гэты б там вешаў бы нас на... Не, вось пабаяліся. Насамрэч, зараз сядзяць там это самае, ковыряюцца ў насу і слухаюць Зенона Станіславовича, кажуць, ну, бо... Таму што эту карту супраць яго скарысталі. Таму што надзьмулі гэтую думку пра гвалт і змаглі пэўную частку грамадства ўпэўніць, што сапраўды будзе нешта супраць іх інтарэсаў. А ён мог бы дзейнічаць, слухай, так... Не гвалтоўна? Ну, ён даваў інтэрв'ю па-руску ў той час. Я не пра тое хацеў запытаць. Наша размова ідзе вельмі цікавым кірунку. Як лічыш, ці мог бы Зенон Станіславович тады быць крыху больш разумным з пункту гледжання... Рыторыкі. Так, гэта не ад яго сыходзіла. Вось у чым... А ён не казаў нічога такога? Ён... Прынамсі, цяпер ён кажа, што ён нічога такога тады не казаў. Я таму і лічыла, што ён заўсёды так казаў. Вось, справа тым, што афіцыйная версія, яго версія цяпер, гэта тое, што гэта распаўсюдзілі. Гэта была інфармацыйная кампанія, ІПСО, як сёння кажуць, то бок спецслужбы, якія выступалі на баку не Лукашэнкі насамрэч, а на баку номенклатурных кандыдатаў, якія ішлі на тыя выбары, там, на баку таго Шкебіча, умоўна кажучы, каб спіхнуць Пазняка з канкурэнтаў, пачалі распаўсюджваць пра яго вось гэтыя вось плёткі пра тое, што будзе там гвалтоўная беларусізацыя, гэта вам не трэба, там, і пра там адыходы ад Расіі і ўсё астатняе. І вось, як кажа Канстанцін, частка людзей гэтаму сапраўды паверыла. Я думаю, што, канешне, паверылі. Таму што адмінрэсурс быў у тых, хто распаўсюджваў гэтыя чуткі. Наўрад ці ты знойдзеш. Шчыра скажу, я шукаў, не знайшоў. Ну, магчыма, проста не засталося. У той час не было у нас інтэрнэта, не было... Не, пра мову, што ён гаварыў? Ну, што вот прымус. Што ён казаў, толькі беларуская. Я сваімі словамі зараз... Чакай. Не, у тиктоку я бачыў. Ён казаў такое. Я зараз і нават інтанацыйна паспрабую гэта перадаць, там і вы зразумееце, чаго спужаліся некаторыя людзі. Значит, прыкладна так. Ніхто нікого не будзе прымушаць размаўляць па-беларуску. Можаце размаўляць па-расейску, хоць па-кітайску, хоць па-турэцку і так далее. Але, канешне, дзяржаўныя установы, чыноўнікі, дзяржаўныя дзеячы, яны павінны размаўляць. І вось сам па сабе гэты месседж. Ніхто нікого не будзе прымушаць ужо. У гэты момант ён робіць так па сталу. Ніхто нікога не будзе прымушаць. Як гэта Эйсман з лысым этим сядзяць, типа, у нас не будзе заблокирован YouTube, ты думаешь, абавязкова будзе заблокаваны. Абавязкова будзе. Слухайте, такое пытанне у чаціку. Пра гэтую пазіцыю шмат хто зараз таксама лічыць, я ведаю. У нас 2 государственных языка, пишет человек. По закону и проведенному референдуму. Еще один референдум будем проводить? Не будем ніякіх рэферэндумаў. Все будуць размаўляць на той мове, на якой яны будуць хацець размаўляць. А дзяржаўная мова якая? Ну, можа быць праз 50 гадоў, калі вся краіна прыйдзе да такой сітуацыі, што па-руску размаўляе 3% людзей, да, і будзе мець сэнс выправіць гэтую сітуацыю, вот калі руская мова ўжо будзе непапулярная ў Беларусі, непатрэбная і гэтак далей. Слухайте, але ж я за тое, каб правесці рэферэндум, чаму не, ну вось калі адбудуцца нейкі ўжо перамены у Беларусі, каб падлічыць сапраўды так, адсотка вось зараз, потым будуць нейкія там змены, яшчэ проста правесці нейкае даследаванне, пытанне, там перапіс будзе ў 2029 годзе. Мы калі вернемся, у нас жа шмат існуе пытанняў аб тым, што насамрэч беларусы думаюць. Мы не ведаем па шмат пытаннях чаго. І вось правесці адзіны такі дзень такога галасавання па мінімум 10 пытаннях, каб вось
заўважыць, што залічыць, што думаюць беларусы менавіта па розных пытаннях, таму што зараз ніякай сацыялогіі мы ведаем. Не існуе ў дыктатуры, не існуе нармалёвай сацыялогіі. І мы толькі вось такімі адрывачкамі нейкімі цытаткамі і паглядзець, што беларусы сапраўды думаюць. Вось будзе цікава. Я б не спяшаўся з рэферэндумамі, таму што, як верна заўважана, мы не ведаем, што думаюць беларусы. І цалкам але ж я гатовая ўбачыць за дзве дзяржаўныя мовы. Тады застаюцца две дзяржаўныя мовы. Тады рэферэндум. Таму што нам трэба паглядзець перагледзець усе вось гэтыя зробленыя ў 95-м, 96-м, 2002-м. Нам трэба паглядзець, што людзі на самой справе думаюць. Вось мы не. І я хачу потым паглядзець праз 5-10 гадоў вось праз зробленыя інструменты, як гэта ўплывае, што спрацавала, што не. Мне падаецца, што нам трэба беларусам будзе часцей даваць магчымасць галасаваць, каб яны заўважылі, што яны могуць галасаваць і іх за гэта не пасадзяць у кутузку. Да. Ведаеце, але пакуль гэта не працуе. Я разумею, конечно. Я ўсё ж такі вось думаю, што хопіць ужо іграцца, хопіць ужо гуляцца ў это. Ён за гвалт. Дзе мая таблічка сарказму? Ніякага сарказму. Ніякага гвалту. Насамрэч, задзяўбло ўжо. Такое есть в этом шоу. Зазмейце. Граемся ў эту дэмакратыю, давайте вось павольна. Мы не граемся ў дэмакратыю. Не, я маю на ўвазе, што вось паступова. Не, все на беларускую мову. Зразумела, нейкія там ёсць жа розныя розныя там дзейнасці, там у медыцыне ўсё, напрыклад, адразу нельга перакласці на беларускую мову, тому што гэта папросту сапсуе нам жыццё. Можна все. Вон польская медыцына, беларускія дактары скардзяцца, калі яны пераязджаюць у Польшу, ім даюцца 5 гадоў на падрыхтоўку да экзамена, яны кажуць, што вся медыцына по-польску. Вот нават тое, што ў Беларусі назвы там некаторых там хваробаў, да, яны з лацінскай мовы, типа геморрой. У Польшы для этого сваё слово. Вот і ім все гэтыя словы. Я не ведаю. Геморроиды. Геморроиды по-польску, да? Так, конечно. Может быть, геморрой значит дрэнны. Слухай, дрэнная штука, геморрой, дрэнны прыклад. Ты не на того напал. Нікому не рэкамендую. Так слухай, што? І зразумела, я маю на ўвазе, што некаторы, просто там нейкі топавы спецыяліст, ён адразу не перайдзе. Але ёсць прафесіі, дзе там, напрыклад, там у таксі не можаш па-беларуску, ахер. На тэлебачанні не можаш па-беларуску, вон. Во што я лічу. І ўсё будзе, ўсё запрацуе, таму што павольна, а як мы будзем павольна, дык расейцы яшчэ 10 разоў прыйдуць па нашыя душы. Зянона Станіславіча, пакажыце, калі ласка. Ніхто нікога, і ў тым ліку я, не буду прымушаць размаўляць па-беларуску. Размаўляйце хоць па-кітайску. Будзе праводзіцца дзяржаўная палітыка па выкананню існуючага заканадаўства. Будзе выконвацца закон, і кожнаму грамадзяніну Беларусі будзе прадастаўлена магчымасць вывучыць дзяржаўную мову. А што датычыць, як яны будуць размаўляць, тут поўная свабода. Дзяржаўныя служачыя, так, яны павінны будуць ведаць мову. Дзяржаўнае справаводства будзе. Ніякіх рэпрэсій па гэтаму поводу быць не можа. Я гэта гарантую. Ніхто нікога не будзе звальняць за тое, што чалавек, скажем, не ведае беларускай мовы. Это наша агульная бяда, бяда ўсей нашай нацыі. І мы павінны з гэтай бяды выйсці разам з усімі людзьмі, з усімі грамадзянамі, якія насяляюць нашу рэспубліку. Здаецца, таксама чалавек сказаў, што ніякага гвалта не будзе, але адчуванне вайб такі, што ніхто нікога не будзе звальняць. Прынамсі, ён быў бы такім чалавекам, які, ведаеш, ларёк бы ён бы не адступіўся ад этой беларускасці. Так, штосьці там дзесьці перагнуў бы, але, халера, яшчэ раз, каб выразаць грыжу эту, трэба парэзаць чалавека. Не трэба нікога рэзаць, нікога не трэба рэзаць. Ты зараз з хірургам это расказваеш. Ладно. Так там чалавек самастойна прыходзіць на аперацыю. Сядзім. А вось я іду самастойна. Так нельга, усіх астатніх нельга пад нож кідаць. Это самі разберемся. Ладно. А кого нельга вылечыць, што з імі робяць? Правильно. Давайте мы разумееце, чаму гэта таблічка? Мы ўжо доўга на этой тэме. Пагналі, так, мы ж шмат чаго што абмеркаваць. Шмат чаго. Давай, я не ведаю, куды пойдем. К фільмам. К фільмам, да? Нацыянальны фільм пра беларускі
гімн. Ой, Гарок, падрыхтуй, калі ласка. Гэтым разам пра гімн. Да, падрыхтуй. У трылогіі гэта апошні? Падрыхтуй. А вы заўважылі, што іх трылогія складаецца з 4 фільмаў? Зараз, давайте пераб'емся, а то у нас тут і драк. Так. Нацыянальны фільм «Беларускі дзяржаўны гімн». А давайте мы покажем этот трейлер, Игоречек, можешь? Будет дрэнна. Ребята, гимн – это важнейшее музыкальное произведение для всей нашей страны. Так интересно было бы узнать еще что-нибудь о нашем гимне. Суверенитет. Бачу по очах, что вельмі цікаво. Государственные символы, гимн. Как все сложно, при температуре но 38. интересно. Я хранитель гимна. Я храню его историю и открываю ее для всех, кто хочет с ней познакомиться. Ну что скажешь, Паша? Что ты скажешь? Это трилогия. Я скажу, что да, трилогия, якая складаецца з 4 фільмаў. Нагадаю, фільм про Конституцию, фільм про герб, фільм про сцяг и фільм про гимн. Это 4. Это называется тетралогия, ребята. Вот, карацей, ну тут, ну ладно, может быть там нешта, але это з сюжета, які вы показывали. Так, я наш сказала. Я не можу у одно нешта упихнуть. Ну, крыху обсчитались, але ладно, все, это можно як бы дараваць, да? Тут... Там, ведаеце, у краіне зараз лічбамі, ну, са статыстыкай так складана, да? 6-7. Да, як бы, ну, такое кино, конечно, не продашь. Вот, ну, Лукашенко хоча, каб здымалі нешта, што можна прадаць, камерцыйнае, да, што само збярэ грошы, а не вот, што трэба заганяць, як бы, людей, да, вот такое кино, конечно, не продашь. Але есть проблемка. Вось у 2019 годзе захацелі зняць нацыянальны фільм. Увогуле, слова «нацыянальны», дарэчы, хто больш старэйшы, ён ведае, што не дзяржаўнае нельга называць беларускім і нацыянальным. Прынялі такі закон адмысловы, ці там указ быў, вось, і, напрыклад, беларуская дзелавая газета стала БДГ, дзелавая газета, там, да, нацыянальная эканамічная газета стала там НЭГ просто. Вось, то бок, а тут вот сказалі, мы хочам нацыянальны беларускі фільм. І такі, каб вот прям... Прокупало, все, да, прокупало. Вот взяли доброго рэжысёра, вядомага, Владимира Янковскага, і он зняў нацыянальны фільм. Такі беларускі нацыянальны фільм, які вот можна было б глядзець, на які самі б хадзілі людзі, да? Што з гэтым фільмам? Я не ведаю нават, ці паказалі яго хоць раз у кінотэатрах. Таму што атрымалася, што нармальны нацыянальны фільм, ну, не падашоў. Немагчыма, да? Цяпер пра 6 гадоў... Захацелася паглядзець зараз. Ну, вообще, мне здаецца, можна знайсці спасылачку і паглядзець. Вось. Я не ведаю, наколькі там пірацкая копія, наколькі... 20-й год? Не дамантаваная до конца, там, вот, але нейкая копія ляжыць в інтэрнэце цалкам нормально. Слухайте, ну есть на пиратском сайте. Вот на пиратском сайте, да. И тому я не могу рекомендовать, не могу заахвочваць пиратства. Ну, до того ж я ж кажу, я не разумею, наколькі гэта фінальная версія, вот, якую рэжысёр уже прям показывал, да. Але калі хочаце зразумець, чаму гэты фільм не падышоў, ну, можете чисто вот азнаёміцца, як бы, да, з мэтай, ну, з навуковай паглядзець, да, а не з мэтай скрасці грошы у там патэнцыйных пракатчыкаў гэтага фільма. Вось, і атрымалася так, што праз 6 гадоў, ну, ці там гэтыя фільмы ўжо здымаюцца, яны все роўна задумались пра тое, што ну трэба нешта нацыянальнае. Але ўжо клімат у краіне такі, што нацыянальным можа стаць толькі вот такі кандовы. Абсолютно, 100% идеологично выверены. Вы сами чули гэтыя диалоги. Хотелось бы узнать что-нибудь про историю национального гимна. Ну и... это попросту гэта... Я хранитель национального гимна. Господи, это вельмі жудасна. Ну, тут і сцэнарыст таксама прыклаў руку, конечно. Слухай, нам же Латушка распавёў про то, я ўсё з меня змэчылась про то, як ён флешку перадаваў нам. С фільмом Купала, да? Ну так ён ж про Купалу рассказывал. Нікому не кажыце больше, што это Латушка прычыніўся да пірацкай. Не, так ён же не ведаў, каму аддаў флешку. Яго мэта была так просто. Каб фільм, рукапісы не гараць, як, да? Каб фільм не знішчылі ўвогуле. Тады это... Цівячорка, там нешта... Хто нам, ці Латушка ці Вячорка расказаў? Ну, карці, немагчыма ў Беларусі сёння іншы фільм.
вот гэта тая якасць, якая прарастае на выпаленай зямлі. То ніколі нішто не спыняецца да нуля. Да? Вот. Ну і вот цяпер беларускі кінематограф, ён нават не ў стане фільма вот этого «Мы браці», да? Там хоць там нейкія спецэфекты, там нешта вот было такое. Ён в стане прац там трэцікурснікаў акадэміі мастацтва. Вось. Мало того, на гэта ж вылучаюцца грошы. І зноў жа, кожная дзяржава падтрымлівае нацыянальны кінематограф. Вот я б хацеў запытацца у Штефанова, это гвалт ці не гвалт? Як бы, да? Вот. Выдаюцца гранты проста ад дзяржавы. І ў нармальнай дзяржаве за гэтыя гранты могуць канкураваць прыватныя студыі, якія здымаюць нармальнае камерцыйнае кіно. І, канешне, калі паставіць там першую прыватную кінакампанію, мне здаецца, выйшаў не вельмі даўно яе стваральнік, да, пасядзел і выйшаў. І вот это вот, то ну, в одну калітку просто. Гэта быў бы тэндер выйграны. Слухай, але ўсё ж такі, вот маем, што давайте будзем суб'ектыўнымі, яны здымаюць. І яны не так даўно знялі. Может быть, яны трэніруюцца, ты маеш, наб'юць руку зараз? Не, зараз. Я нават трэйлер вам хочу паказаць, зараз я нашаму рэжысёру закіну. Чаго? Фільм называецца «Одно на двоих». Не ведаеце? З 30 красавіка ён у кінотэатрах Беларусі ідзе, колькі ўжо? 2 недзелі, 2 тыдні. Не, так там же знялі, класную знялі серыял. Да, мы глядзелі. Такого ж узроўня, мне здаецца. Вось, давайте, пра гімн... А вось гэты ўзровень, які ты нам зараз пакажаш, ён табе падабаецца? Не, я не кажу, падабаецца, але ну гэта крыху лепей, чым тое, што вы бачылі. Давайте паглядзім. Могут крыху лепей, да? Я в него верю. 4:35. Взлетайте. Ну что, Рыжий, готов? Готов, товарищ командир. Ну, тогда поехали. Конечно. Что бачно робиш? Некие спецэффекты, гляньте. И каст не дрэнный. Зараз я выкажу думку одну, якая мяне не пакідае. Глядзі. Так. Гэта гісторыя, ну все ведаюць, Беларусі няма чалавека, які б не ведаў. Ну дайце гуку, там цудоўна. Я и так каждый раз переживаю, когда ты на полетах. Романтичная линия. Конечно. Не, все по канонам пакуль. Нават прыгожых людей знайшлі. 4:40, прыгай! 7-4. Отказ СТУ. Город под нами! Мы паглядзелі ўвесь фільм. Не, гэта моцная гісторыя, і мы ведаем лёс гэтых двоих лётчыкаў. Это насамрэч героі. Але што мне вось нацыянальны фільм? І вось гэтае цалаванне знамёнаў, так? Вось мне вельмі цяжка уявіць сабе, што, напрыклад, у Амерыкі гэта ж гісторыя пра чалавека. І ў Амерыкі, ў Голлівудзе нехта будзе здымаць кіно, базіруючыся вось на гісторыі чалавечай, human гісторыі, і абавязкова праз яе даваць зразумець, што вось не было б такого гераізму, каб не гэты сцяг наш, гімн. А тут ж усё пад гэта заточана, разумееш? Ну здыміце, курвы, ну здыміце без вашых сцягоў гімнаў. Нармальна ж можаце. Не, трэба ж вось, каб ўсё это нацыянальнае кіно, без Лукашэнкі яны б ніколі такімі не былі. Ну навошта? Ну дайце вы людзям глытнуць паветра. Ну ёсць грошы, ну здым, нармальна ж снялі. Не, ўсё роўна там это сцягі, гімны і нацыянальнае кіно. Вось чаго я не разумею. Яны ставяць на службу з лукашызму гісторыі насамрэч моцных такіх вось хлопцаў, якія не пашкадавалі сябе. Абсолютно маеш рацыю. Все на службу лукашызму ставіцца. Кіно на службе у лукашызма. І атрымліваецца ў выніку агітка. Ну вот у мяне ёсць уражанне, што гэта все як бы дакументальныя стужкі. У выніку вот праз гэта дадаванне кантэкста, гэта вот пра гімн это дрэнная дакументалка, да? Я думаю, што нават там распаведзеная нейкая рэальная гісторыя, вось гэта дзяржаўнага гімна, хто там яго ствараў. Канешне, праігнараваныя все іншыя варыянты дзяржаўнага гімна. Вось, ну але нейкая фактура там ёсць. Вот пра лётчыкаў дакументалка, ну крыху лепшая, да? Мне здаецца, што нават яны там, вось прынамсі ў гэтым трэйлеры з чырвона-зялёнымі сцягамі нават
Не перагнули. Не перагіналі, да? Ну, не ведаю, як там было. у фільме, але было, як бы факт цяперашні. Нехта мне недавно рассказывал, что кого посадили яшчэ до 2020 года, выйшаў там у 21-м недзе глядзіць паўсюль чырвона-зялёныя сцягі. Што здарылася? Што адбылося? Калі сядаў, яшчэ не было, да, вообще пропусціў весь перыяд, калі былі бел-чырвона-белыя сцягі, выходзіць паўсюль чырвона-зялёныя такі. Что за фігня? Вось, ну, а вот так вот, як бы, да, і, уласна, здымаць цяпер нешта пра беларускую рэчаіснасць без гэтага, гэта дрэнна. Але тут пытанне ў тым, гэта фільм, гэта гісторыя людзей, ці гэта пра тое, як гэтыя людзі выкармленыя, дзякуючы каму-то там, і праславілі Беларусь. Вот калі другое, то, ну, зразумела, што мы маем заказухай з прапагандысткай. Да. Ну, і пакуль што, мне здаецца, вельмі складана нешта зрабіць іншае. Як бы іншае робяць беларускія рэжысёры за мяжой. Мы все, мне падаецца, чакаем фільм пра Романа Бондарэнка. Фільм, які беларусы паглядзелі і які, можа, ўвесь свет паглядзеў. І вось, калі такое кіно з'явіцца, а яно з'явіцца. Я менавіта гісторыя Романа Бондарэнкі, яна гэта будзе артхаус, таму што тут настолькі банальна ўсё. Настолькі банальнае зло просто. Я не сказал зло, там затое яно чётка і канкрэтна аформлена ў канкрэтныя імёны і прозвішчы. І мы ведаем размовы паміж гэтымі людзьмі публікаваліся у 21-м, да, як яны збіраліся, якая была іх матывацыя. У чым тут драматургія? Не, ну палітычная драма. Да, это ж не апошнія людзі былі, да, то бок на якім узроўні гэта ўсё задумвалася. Хто лентачкі гэтыя? Да. Як апынулася, што вот акрамя гэтых людзей, аказваецца, няма каму паехаць зрэзаць стужкі, да, вось іх сяброў там з байцовскіх клубаў там, да, вот, то бок у прынцыпе тут ёсць сюжэт. Не, ведаеце, што я маю на ўвазе, калі кажу, што няма сюжэту, таму што кіно, яно, ну, часцей за ўсё, гэта вось як амерыканцы, напрыклад, там Бен Аффлек сняў пра Іран, калі дыпламаты тыя хаваліся ў канадскім пасольстве. Аперацыя Арго. Ага, цудоўнае кіно, але як яно скончваецца? Ну, летаюць. Ці, напрыклад, «Последний король Шотландии» пра Іді Аміна і яго врача. Таксама скончваецца добра. Тут все, па-першае, нічого не скончылася, па-другое, не добра. І таму это артхаус. Усе гісторыі скончваюцца добра. Ну, таму я кажу, это артхаус. Не абавязкова ўсё, што не скончваецца добра, гэта артхаус. Усе людзі з добрага кіно і са слязьмі на вачах выходзяць. Конечно. Не, так я ж... І глыбока ўражаныя там, да, там тым, што адбылося. Асабліва, калі гадоў праз 10 уже гэта все астыне, і у нас гэта все астыне, а прыйдзе яшчэ пакаленне, якое гэта все не ведала, не заспела, да, ім даведацца пра такую. Ну, крацей, будуць фільмы, так, мне таксама падаецца. Ну што, а зараз, можа, да нашых рэаліў, да нашага арт-хауса, беларускі нацыянальны арт-хаус. Газманов in the house. Я хочу, каб зараз наш рэжысёр паказаў гэтыя фрагменцікі, а я буду глядзець на Пашу і... А ты думаешь, я не бачу? А я хочу паглядзець, як ты это бачыш, як ты пойдзець, ці пойдзе ў цябе кроў. Может быть, я бачу не всё. Ну давайте, покажи, Гарочек, нам что-нибудь. Офицер! Сердце под прицелом за Россию не свободу. Ну, я думаю, что нам трэба крыху все ж таки здымаць вот это белое паліто, калі шчыра, да, і спыняць думаць, што вот недзе там ёсць ці можа быць вот такая Беларусь, і такія беларусы, якія прямо вот як мы. І вот мы вернемся, да, і ім будзем расказваць, што вот так вот правильно, а яны такие, да, конечно, вот мы толькі вас і чакалі, каб про это даведацца, да, а нет, вот ёсць
шмат беларусаў, ну не ведаю наколькі там шмат, но я думаю что вот прыйшлі 1004, ну мне падаецца там вялікая была пляцоўка, туды-сюды там прайшло 10 за там дзень, ну вот 1004 умоўна падпявалі Газманову, ну яны ёсць, а яшчэ у прынцыпе шмат хто і не прыйшоў, да, то бок в прынцыпе іх немало, і на канцэрты мота ходзяць, да, і Диму Билана раскупілі за паўгода до канцэрта там, да, і вот нельга іх всіх ігнараваць, нельга рабіць выгляд, што іх няма. Мало того, нельга рабіць выснову, што яны дрэнныя. Это беларусы, это такія ж грамадзяне Беларусі, як мы з вами, якія прычым жывуць в Беларусі, да, там ходзяць па беларускіх вуліцах. Вось, гэта тая самая, мне здаецца, вельмі блізкая сітуацыя з мовай. І мы не можам казаць пра іх, да вы нейкія неправільныя, да? Вот мы приедем и будете все по-беларуску размаўляць, потому что вы резко зразумееце, что так правильно. Типа там мы приедем и все будете слухаць НРМ, потому что замест Газманова, да, там, потому что это класс, группу Нюрнберг, там, да, ці яшчэ што-небудзь, вось, потому что это классная по-беларуску наши родныя музыкі. Вось, калі будзе адбывацца гэты рух насустрач, калі-небудзь ён пачнецца. Вот пакуль што ён не пачынаецца, мы тут з гэтага боку, з гэтых бакоў межаў Беларусі, да, з вонкавых, мы тут шмат пра яго думаем. Там ва ўладзе, мне здаецца, не зразумелі яшчэ, што трэба ўжо завязваць з тым, што яны робяць, і все ж таки рухацца да нас таксама, да, да тых людзей, якія выехалі, таму што выехала шмат, таму што Беларусь ад гэтага губляе, просто відавочна Беларусь як краіна ад гэтага губляе, да, вот яны там не зразумелі, але калі-небудзь яны зразумеюць і пачнецца вось гэты рух насустрач, і гэта будзе рух насустрач людзей, якія слухаюць НРМ, і рух насустрач людзей, якія падпяваюць Газманову. І гэтыя людзі вымушаныя будуць дамаўляцца паміж сабой, каб нешта ў іх атрымалася. Ну, вельмі умоўна, да? Там канкрэтныя перамоўшчыкі з Мінска могуць не слухаць канкрэтна Газманова, а канкрэтная з нашага боку могуць не слухаць канкрэтна НРМ, да? Але па сутнасці гэта вот вся метафора вось гэтай сітуацыі. А далей, калі яны пра нешта дамовяцца, все гэтыя людзі будуць жыць у адной краіне. Вось, і ідэя якраз у тым, каб всем у гэтай краіне жылось нормально. Ідэя дэмакратыі заключаецца ў тым, што людзі адні ходзяць, падпяваюць Газманову. Ну, ладно, Газманов, зэтнік падтрымаў вайну. Да? То бок ёсць, в прынцыпе, нармальныя і прычыны Газманова менавіта вот неяк все ж таки маргіналізаваць в адным плане. Да? Вось, так, ну, просто таму, што ён зэтнік. Да? Але ёсць расійскія выканаўцы, якія ціха сядзяць, да? Типа, і там нічого і прыязджаюць з канцэртамі. І беларусы будуць хадзіць іх слухаць. Да? А іншая, і вось ідэя ў тым, каб яны хадзілі і слухалі. І все у іх было нормально. Як бы, да? Пакуль яны лічаць, што это правильно. Пакуль яны не пазнаёміліся яшчэ з прыгажосцю гурта НРМ. Яны ніколі не пазнаёмяцца. Да пазнаёмяцца. Не, будем по этому колу хадзіць, праз 10 гадоў прыйдуць зашышаць расійскі язык. Гэта прынамсі мусіць не на дзяржаўны. Ведаеш, эти панкі і металісты, ці там нірваністы і гопнікі ўвесь час таксама вучылі адно аднаго, якая музыка лепшая і якую трэба музыку слухаць. Так, ну, вось на гэтым узроўні мне здаецца, што гэта будзе адбывацца. А ты гнёш весь час, што трэба, значыцца, вот трэба неяк... Так. Забараніць. Я тут за дэмакратычны рух. Як з фемінізмам, прабачце. Ясна. Так. Што? Я, таму што, глядзі, там, ці трэба увесці там гендерныя квоты, ну каб вось жанчын было больш там дзесьці ў нейкай сферы, чым мужчын. Ну трэба, таму што да гэтага так, але ж гендерныя квоты гэта 30%, да? Ну вот нават не 50, гэта ўсё ж такі не прыцягвае дэмакратычныя інструменты да сваёй пазіцыі ўсіх паджэч, разумееш? З Газманова скончылі фемінізмам. Вы не разумееце мяне. Яшчэ раз, калі у цябе на працягу ўсёй гісторыі было крыва і касабока, то зараз трэба гэты маятнік крыху
фізічна у іншую Ты сторону. зараз разважаеш пра людзей, так? Вось у якіх ёсць свае меркаванні, свае думкі, Да сракі мне іх меркаванне наконт расійскага свету. Чым ты адрозніваешься ад Лукашэнкі, у якога таксама свая вось гэтая перспектыва. Я ведаю, як трэба. Я вам зараз усіх вас навучу, як трэба. Мы будзем хадзіць па кругу тады. Так нет, вот мы будем ходить по кругу, калі гэта будзе гвалт. Будуць такія палітыкі, безумоўна. Ли Куан Ю не хадзіў па кругу. Будуць палітыкі такія, як Канстанцін, якія будуць весці вось такую вось агрэсіўную рыторыку, якія будуць казаць, мы резко все зменім, вот пераведзем на вось такія рэйкі, да? Тут забаронім, тут падтрымаем, тут подціснем зэтнікаў, всех будем сажаць, калі яны прыедуць в Беларусь, як бы і выдаваць Украіне. Вот будуць палітыкі, якія будуць казаць так. І магчыма, людзі за іх прагаласуюць. А будуць палітыкі, якія будуць казаць прыкладна, я не палітык, я просто агучваю, якія будуць казаць прыкладна тое, што казаў і кажу сёння я, да? Што не будзе ўціску, будзе свабодная канкурэнцыя, да? Хто хоча слухаць расійскіх выканаўцаў, будзе слухаць расійскіх, хто ад беларускіх. І сэнс у тым, каб была барацьба палітычная, і людзі такі падумалі, нам нормально, вот Константин. Мы за его сегодня голосуем. Ці нам нормально сегодня... Так, якую іншы бок? Вот, но вы мяне все ж таки не пачулі. Таму што, калі мы першапачаткова выходзім з кропкі няроўнасці, а мы з расейцамі, вот зараз мы ў кропкі няроўнасці, то мы павінны нават і не гвалтам, канешне, але нейкімі мерамі там на заканадаўчым узроўні, гэта ну так падрэгуляваць, таму што мы зараз выходзім, мы уязвімая група, як кажа, так? Як жанчыны, як еўрэі, як дзеці там і так далее. Мы уязвімая група. Это пакуль мы в эміграцыі, мы уязвімая група. А як толькі, памятаеш 20-й год? Як толькі стало можна, як выйшлі на вуліцы эти 200 тысяч. 16 жніўня, памятаю, як сёння. Чакай, а як выйдуць, я супакоюся. Лукашэнкаўскі мітынг на площади Незалежности. Ну, 1010. Але як выйдуць, я супакоюся. І пасля вот эти вот все вот люди на все вуліцы. Паш, калі будзе там, калі будзе так, як вось ты кажаш, добра, няхай ходзяць на канцэрты. У Варшаве няма праблему, каб хтосьці пайшоў на канцэрт расійскамоўнага выканаўцы. Няма праблему. Тады да. Вось калі мы будзем на ўзроўню палякаў. А Вольскі адмовіўся ад фестываля «Слава». Ай, таксама это сам. Я думаю, што дарма. Вось калі мы будзем на ўзроўню палякаў, што тычыцца самасвядомасці, тады на здароўе расейцы хуі. Але у нас будзе свой... прыніжаеш беларусаў, да што ж это пачынаецца? Чаму прыніжаю? Мы зараз знаходзімся пад акупацыяй, мы пад акупацыяй стагоддзямі. Ты зараз кажаш, што мы вось беларусы не на тым узроўні, як палякі. Ты чаго ўвогуле? Як так можна? Зразумелі, за свае каштоўнасці, паглядзець, як яно будзе год, другі, трэці, калі ўсё так, калі мы выходзім на ўзровень Польшы, все размаўляем на беларускай мове і так далее, ўжо ніхто не памятае той расійскай, не ведае, тады калі ласка. А тады можна дазваляць Газманова, ты маеш на ўвазе, да? Ніякі Газманов сюды не паедзе. Сам не паедзе. Таму што хто на 4,5 калекі. Да, насамрэч і сёння не так шмат, мне здаецца. Ладно, давайте мы... Можна было на яго сабралась. Давайте мы прыйдзем да нейкага кансэнсусу. Ну, прынамсі, Blink 182 мы забаронім. Мы не прыйдзем. Не надо... Не трэба ніякай адзінай стратэгіі. Трэба. І папароўчы. Зараз людзі прымушаюць мяне памахаць, бо не вераць... Што прымушаюць? Памахаць у эфіры, бо не вераць, што гэта прамы эфір. Магу вам вось таблічка сарказм. Вожыкам прывітання ўсім нашым. Ну, кажуць, памашы, вось машу. Трэба трымаць. Гвалтуйте. Сённяшнюю газету. Так. Ну ладно, слухай, цікавая размова. Я ж там месцамі жартую, канешне. Я разумею, гіпербалізуеш. Так, Каб але... было лепш зразумела, это нормально. Гаворка цікавая. Слухай. Расія пра тое, што мы мусім неяк рухацца насустрач адно аднаму. Калі мы проста засіраем беларусаў, якія прыйшлі на канцэрт Газманова, мы не рухаемся насустрач беларусам. А прапагандысты вот тых, хто удзельнічае ў выбарах у каардынацыйную раду, там ну, пагражаюць ім там і нават, ну, это немагчыма параўнаць, да, таму што з таго боку крымінальныя справы, а з нашага боку проста як яны маглі, ён жа падтрымлівае Пуціна і агрэсію супраць Украіны. Вось, але згодны з Марынай, трэба нечым адрознівацца ад Лукашэнкі. Трэба быць лепшым. А мала таго, вось гэтай палітычнай барацьбе, якая будзе пасля, да, так лукашысты ж ёй таксама будуць удзельнічаць.
і магчыма будуць браць нейкія месцы у будуць рэваншык будзе палатах прадстаўнікоў там і так далее. Як пры Лукашенко было нормально, вось нармалёва ніхто. Вроде нормально было, да. Слухайте, нам тут люди гроші задонатили і шмат. 44 евро раз, 44 евро два за 2 верша. Давай. Привет из Гомеля. Я начну, потому что мой Гомель. Ну давай. Первый мой, а другой твой. Ну, раз уж у нас тут конкурс стихов наметился, я не знаю почему, ну ладно, пусть Павел на правах поэта оценит данное произведение в скобочках «моё». Я прошу все-таки учесть, что это человек... Некто вам дослал верши, так. И вы послухали за 44 евро. А я мушу их оценить на правах поэта. Так, бесплатно. Бесплатно. Бескоштовно. Страна находится в заложниках у власти. Невольно потакая дуракам, но в час беды или любой напасти навряд ли паразит поможет нам. Их вовсе не волнуют наши планы, их не интересует наша боль, они недальновидные бараны, стремятся страхом сохранить контроль. Оценить нужно по шкале от 9 до 10. От 9 до 10. Так написано? 9. Не, нормально, але чому не державную? Як? А тут такая самая гісторыя, яшчэ один вершик для... Это державную, конечно, ну ладно. На потрепанный двор под слоями рутины солнце падает взор, оживляя картины. С переливом лучей в мутном зеркале лужи стало как-то теплей и внутри, и снаружи. Интересный факт, это стихотворение вдохновлено картиной из окна в радиусе 2 километров от ИК, исправительной колонии номер 4, где сидели и сидят множество замечательных политзеков, включая Колесникову, Андрееву, Золотову, Купчина и многих других. Ось такие верши к нам дослал наш глядач так само. Не, абсолютно неблагие верши и ситуационно маюць право на існаванне. Вось меняю 10 гэтаму вершу, тому что Марина читала его с интонацией, а ты без поваги. Как-то просто оттарабанил. Так без вот, души. Да, так шеренько. Вось, тому тут будет 9. Пробач, Кость. Не, добрые верши, слухайте, и я... Вот фильм про Бондаренко, да, вось верши про зняволенне, верши з рэфлексіяй. Насамрэч, у такіх сітуацыях, у якіх прыкладна мы знаходзімся, гэта патрэбна, і гэта заўсёды было. Там Мандельштам, вось гэты верш, ён мне адразу нагадаў, мы живем под собой нічое страны, да, то бок людзі, паэты, якія не могуць не рэфлексаваць гэтую сітуацыю, яны, ну, то бок кожны по-свойму, да, і вот, ну, калі чалавек верш напісаў, то это супер. Супер, так. А чакай, это дакладна Мандельштам? Мы живем под собой нічое страны, да. А, так. Я чомусь... У нас там яшчэ Марков застаўся, да? А может, не трэба, не, дзякую. Не, хотелось. Не, я просто могу сказать, что... Ну, это, конечно... Давайте, перапыночку невялічка. На лысую гэтую башку паглядзець. Это не Марков, а Эйсмонт. Марков лысы, а застаўся Эйсмонт, потому что ён был галоўным героем это интервью. Каратенька. Ты як увогуле такі, ну ты ж відавочна такі сеанс аўтатрэнінга, да, то бок аўтатрэнінг такі. Ну мы ж нармальныя, мы нармальныя, а яны дрэнныя. У нас 500 мільярдаў. Да, мне здаецца, што Марков нават там крыху так падсел, да, да, крыху такой, да, ну ладно. 500 мільярдаў, так 500 мільярдаў. Я табе нават больш скажу зараз. Я абажаю гэта лічбы. Я думаю, YouTube не заблокуюць, конечно, не гледзячы на все. І мне спадабалася, як вот яны эта корпорация опускается до таких пакостей мелких, да. Так это ж ён просто прямо про сябе. Да? Корпорация, у тебя так само корпорация, ну, якая там АНТ, ТСТВ, чым там кіруе, да? Корпорация, якая опускается до пакости, якія парушаюць регламент правил Ютуба, да? Вось, и за это вас YouTube банить, да, за то, что вы робите пакости, идете, раскрываете персональные данные журналиста-расследовальника там и по списе, может, за то, что у вас Изаронок, як сапожник, матюкается в эфире, там, и так далее, и так далее. Але я по делу. Ну, конечно. Вось. То бок, ну, па-першае, гэта, конечно, такія спробы вот апраўдацца неяк, да? Вось. І па-другое, апраўдаць, што без Ютуба все ж таки, ну, немагчыма, да? А вот ён нам все роўна патрэбны, да? І
з аднаго боку ён дрэнны, а з іншага боку, ну все ж таки пакінем. Мне падаецца, ім яшчэ падабаецца быць не такімі лютымі ўжо там тупымі тэрарыстамі, як расейцы. Мне падаецца, яны ціхенька там, вось так вот паціраюць свае ліпкія... Не, конечно, не. Але ж ім падабаецца, што вось зараз расейцы жадаюць пераехаць у Беларусь, шмат здымаюць і ролікаў, такіх пра то, якая цудоўная краіна, і дэмакраты, і YouTube, і Зара, і гэтае ўсё там існуе дагэтуль. І мне падаецца, што іх эга ад гэтага цешыцца. Что, не заблокуем, а то ж не пераедуць расейцы, не будуць купляць кватэры. Такі нюанс, што ёсць адзін чалавек, які апякуецца амерыканскім бізнесам па ўсім свеце. Гэта чалавека завуць Дональд Трамп. Калі яго палітычнага ўплыву не хапае на тое, каб у нейкай краіне абараніць амерыканскі бізнес, а YouTube гэта вялікі амерыканскі бізнес. Я не ведаю, хто там, яны раздзяліліся з Гуглом, да? Але фактычна Сергей Брин, заснавальнік Гугла, летел в самолете зараз з Трампом. Так, у Кітай. В Кітай, да. То бок ён вельмі блізка, да? І калі Трамп не можа у якой-небудзь краіне амерыканскі бізнес абараніць ад закрыцця, калі амерыканскі бізнес губляе грошы праз тое, што яго ў нейкай краіне блакуюць, гэта так сабе выглядае. Так што я думаю, што з Ютубам все будзе добра. Памятаеш мем, дзе давай расскажи мне. Можна пераделать. Давай заблокируй. Заблокируй, давай, да. Слухай, Маринка, памятаеш, я про 500 мільёнаў? Так. Полмільярд, ён сказаў. Беру свої словы назад, тому что іншая лічба поступила зараз. Калі ласка, Ігорок. Хочу сказать, что на странице Белтелерадиокомпании мы в прошлом году собрали миллиард практически просмотров. Я знаю, что у наших коллег примерно такие. Иди all-in. Кто так робить? 3 миллиарда. С двойкой и с семеркой. 4. 5 миллиардов. Это уже реально самые популярные видосы у свете. Да, то бок гэта ўзровень суперкультавых кліпаў нейкіх. Это вот System of a Down недавно мільярд перакрочыў, вось гэты кліп Chop Suey, да? Вось, і тут Белтелерадиокомпания. Слухайте, это не... Причем это Лукашенко на нарадах затирают. Типа, вот вы казали, что мы вот не можем, а у нас мільярд. Можем, а у нас мільярд. І як ён праверыць гэту інфармацыю? Ніяк. Гэта мне, ведаеце... Коля скажет, что у них мільярд. Слухай, праверыць, яны ж чаму это YouTube баяцца блокировать? Потому что на YouTube можна гэтыя лічбы падтрымліваць. Там невялікімі деньгамі. Як ты падтрымліваеш 1 мільярд? На YouTube невялікія грошы, яны будуць крутіць, накручваць. Не было там такіх лічбаў. У них ёсць спецыяльныя для гэтага грошы. Яны ўвялі для гэтага збор у 20% з усёй рэкламы, якая ідзе у іх, наколькі я памятаю, да, вось нейкі вось такі на вытворчасць нацыянальнага контента ён называецца. І вот гэтая вытворчасць нацыянальнага контента, это у тым ліку рэклама на YouTube. Я ж пра што кажу, што на рутюбах там і на вконтактиках яны такіх лічбаў, я ж паказваю табе 700 праглядаў, 900. Яны баяцца, што зараз гэта іх вселенскі пиздёж, папросту ён будзе як на далоні. Разрушыцца ўвесь, да. Конечно. А тут, ведаеш, тут яны яшчэ і заблокавалі. Глядзіце, баяцца. Але нам, конечно, трэба з тым фактам, што Эйсмонт і Маркаў таксама застануцца недзе ў гэтай Беларусі. Не застануцца, гэтая Беларусі. Дзе мы дамовімся з імі, да, і вот неяк наблізімся і пачнем все ж таки ў гэтай краіне зноў жыць усе у міры і згодзе, яны недзе там таксама... Як бы нам не хацелася, каб яны растварылись просто ў паветры со сваімі мільярдамі праглядаў, але вот все ж таки. Слухайте, вот такі у мяне месседж. Такі месседж, камент апошні, абяцаю. Чего передачи не на беларускам-то? А я для вас жарт. Слухайте, давайте напрыканцы тут пару хвілін прысвецім фотачкам, якія мы з рэдактаркай нашай пазбіралі. Паглядзім, і ты крыху пакаменціш. Так, у такім рэжыме, ведаеш, бліцовым. Это каменты, да? Это не фотачкі твои. Мае? Конечно. Так. Зараз перабівачка. Пакуль што выглядае неблага. Так, глядзіце.
Так, з Ромкам Пратасевічам. Вось глядзіце, была гісторыя, вось паставілі гэты помнік, і нейкага хлопца, які прыйшоў, я не памятаю, што ён зрабіў, ён ці то ўдарыў гэта гарадавого, ці то што, яго вылечылі па камерах, і там ці то аштрафавалі, ці то што. І у нас рэдакцыя вот літаральна в 150 метрах. І мы выйшлі з рэдакцыі, просто вырашылі. А там і міліцыянт кругласутачна ўжо стаяў, назіраў, каб ніхто нічога, да? Ну і вот мы выйшлі. А Рома, да, працаваў у нас в 2019 годзе фотографам, да. Нормальны хлопец? Ну, тады быў... Да яго шмат было пытанняў з чыста прафесіянальнай сітуацыі, да. Бок ён мог... Але бегаў хутка, фоткаў якасна. Ну, то бок ён уже тады працаваў на КДБ, так? Што трэба для незалежнага журналіста? Бегаць хутка, фоткаць якасна. Ты маеш на увазе, што нас не забралі вот там, вот толькі таму, што так, з вами быў Рома гарантаваў нашу бяспеку. Не, ну тады не падавалася, што ён з нейкім супрацоўнічае. А зараз падаецца? Я думаю, што і гэтая гісторыя казачная, якая таксама была расказана Лукашэнкіны чухняне. Это просто, да, это спроба выйсці добра, зрабіць добрую міну пры дрэннай гульні. А во яшчэ фотачка. А хто там? В этой фотачцы 20, можа, 7 гадоў. Это мы ў Санкт-Петербургу. Не, ты дзе? З гэтага боку, да. Крайні, я не ведаю, як у вас арыентаваны. Ну зараз, так як мы бачым. Вось крайні справа атрымліваецца, да. Шэрам такім? Уже тады? Шэрам, да. Шевелюра была. Шведары. Але ж брунет? Это светло просто так легло. Вось это команда па Штадзікалі, якой мы поехали на кубок губернатора Санкт-Петербурга. Ты тады размаўляў па-расейску? Увогуле Штадзікалі это расійскамоўная гісторыя, і зараз все турніры па Штадзікалі таксама праходзяць па-расейску, збольшага. Літаральна пара турніраў за год на беларускай мове праводзіцца, вось. Ну і тады было вельмі прэстыжна. Это 98 год, ці 99. Вельмі прэстыжна было з'ездзіць в Санкт-Петербург, себя паказаць. Зайздрошчу, конечно. Я так люблю эту игру. Вогуле, ну вот я магу шчыра сказаць, я шмат разоў быў у Санкт-Петербургу, шмат разоў быў у Маскве. Нічога, як бы, ніякага уплыву нет. Москва, господи, нічога этого у мяне няма, просто трэба было туды ездзіць па справах, гуляць у Штадзікалі там і так далее. У Смаленску быў там, ну як бы мне там не падабаецца, але таксама факт у тым, што нікуды ні Москва, ні Санкт-Петербург, ні Александр Друзь не паўплывалі. Лёсы ўсіх, хто на фотке. Я не прашу перасказаць. Ну, слухай. А ти ведаеш увогуле? Так, безумоўна. Всіх, хто на фото, з усімі мы, хто яшчэ жывы, падтрымліваем сувязь. Ёсць уже нежывыя? Да. Наш трэнер па Штадзікалі. Ну, куды ты лезеш? Ён стаіць побач з намі, Віктор Мікалаевич Цемушев. Ён памёр ад рака, ад анкалогіі і даволі ўжо даўно. Вось. І гэта, канешне, была вельмі цяжкая страта для нас, для ўсіх. Ну, але просто вот лёс і Беларусі, анкалогія, як бы гэта вось гэтая гісторыя. Слухайте, нам прыляцеў яшчэ данацік. Яшчэ одна фото. Ёсць фоткі. Ладно. Так а што ты на мяне глядзіш? Фоткі? Окей, давай. Дарма, што это самае, во, бяжыць, Паш. О, ну гэта ўжо нашы дні. Куды бяжыш? Это марафон. Бег повстанцев у Варшаве. Ты марафонец? Ну, это 10 километров я бегу, ладно. Ну, это сказал уже марафон, конечно, самому аж соромно стало. Потому что на тых людей, якія кажуць, я пробег марафон, а пробегли насамрэч 10 километров, это не марафонцы. Сварацца нормальные люди, якія займаюцца бегом. Як фото называется? Беглы. Беглы. Да, бежыць недзе там. Так, зразумел, то бок ты больш цяжка было, ну десятку магу прабегчы. Да, больш за десятку яшчэ не бегаў, калі шчыра запусціў гэта. Яшчэ што там у нас ёсць, паказвай? Там же это хобби твоє. Тэніс ці што это, падл? Нет, тэніс. Это, ведаеце, это тэніс. Гэта у нас раз на год беларускіх журналістаў. Вот ёсць такая праграма «Рэтрит». Да? Таму што нам цяжка працаваць, рэальна мы ўвесь час шчыра, калі, то журналістыка это вельмі цяжкая праца і яна уплывае вельмі на свядомасць. У мяне, напрыклад, вот я такі чалавек, у мяне амаль няма пачуццяў. Я за 20 гадоў журналістыкі амаль згубіў эмпатыю увогуле. То бок нешта адбываецца, некага забіваюць, нейкая катастрофа, і я на гэта гляджу як на сюжэт.
фактычна, да, і ніякага вот у маёй галаве няма спачування людзям. Таму я думаю, што так паўсюль, і таму нас вот раз на год вывозяць на рэтрыт, вот, і часам там ёсць бесплатна можна взяць ракеткі і пайсці на корт пагуляць. Але шчыра, вот вельмі шмат пытаюцца, што зараз рабіць. Што рабіць для пераменаў у Беларусі? Не, што рабіць для пераменаў у Беларусі? Вот я заўжды адказваю. Займацца спортам, хадзіць в трэнажорачку, вучыць мовы, вучыцца страляць пажадана, калі у вас ёсць недзе цір, побач з домом, зверніце увагу, это Серьезно? Лишним. Да. Вось, і, конечно, не забывайте про СПФ. Вот вельмі важно СПФ. Браво. Вось, тому вот мои 4 порады. Так. От Соника? Так, потому что без СПФ Соника нашего... Ну, я додам так само. База. Важные речи, и мы уже будем про СПФ. Еще донат. ФГДС. Так. ФГДС, да, ФГДС. Все, кто ведает, что означает это 4 литра. Да. І VPN. Лука і Лука і Лука. Добре. Ні, давайте вже мука. ми спинімося тут. Так, донатик проляцеў яшчэ 44 евро. Вау. И яшчэ Один вершки. верш. Два. Возможно, забыл в предыдущем донате уточнить про радиус 1-2 километра примерно или 5-10 на всякий безопасный случай. Это от колонии. От колонии, я так разумею. И ладно, вот вам парочка напоследок. 3. Смешно, что красная черта не значит вовсе ни черта. Ответа нет и вряд ли будет, а устрашитель все забудет. И номер 4. Все, так, далей немагчыма. На беларускай мове перашоў. Не магу сабе трымаць. Мэта просто незрушыма. Правду матку рассказать. И private for Marina, please check Gmail today or tomorrow. Это тебе особисто. Окей. Крыху дзеяслоўныя рыфмы — это тое, што трэба пазбегаць, калі рыфмуюцца расказаць, падтрымаць, там, типа, ну, вот это можна папрацаваць крыху над гэтым. Слухайте, я шчаслівы, што ёсць чалавек, які можа заданаціць 44 евро і 44, это 88 евро. 3 разы. 3 разы нават, да? І ён яшчэ вершы пішаць. Больш за 130 евро. Гэта яўна былы палізняволены, я так разумею, да? Не. Мы не ведаем. Не, калі ён пісаў пра ІК, ён так... Не, ну мы не ведаем. Можа і быць. Ён там не сидзеў. Адкуль ты ведаеш? Ладно, я згодны, што нельга зрабіць такую выснову адназначную, да? Вдохновлено картиной из окна в радиусе 2 километров от ИК. То бок мне падалося, што... Ну, слухайте, давайте мы не будем зараз дамаўляцца. Класна, што ёсць людзі, якія могуць взяць 100 евро і заданаціць. Да, гэта вельмі круто. Гэта так і з'яўляецца гэтая лічба. Мая павага. В правым верхнім кутку гэтая лічба, якую задонатілі людзі, звычайныя людзі, беларусы і беларускі, і толькі з вашай дапамогай гэтае шоу робіцца. Гэта, ну, просто вау. Марина Ментусова, Константин Каверн и Павел Свердлов. Дякую вам вялікі. за прагляды, за тое, што былі з намі. Да сустрэчы ў панядзелак у звычайнай раніцы. 9 А 9 па Менску. Всё. Да сустрэчы. Пакуль.